Тема нашей встречи – это стереотипы ЛГБТ, как одной из уязвимых групп, но тут уже поднимался вопрос о том, что же такое уязвимая группа. А вы журналисты, как-то не Я? Ну да, давайте. Я Валентин Тишко, член Белорусской ассоциации журналистов с 2000, в общем, около 10 лет. Журналист-фрилансер, активист, человек с жизненной позицией, и как Павлик Морозов иногда молчать не могу. Член правления белорусской группы «Журналисты за толерантность». 30 лет живу в Молодечно, детей нет, холост, есть кот. Вот это хорошо. Конечно, хорошо. Вернемся к нашим уязвимым группам. Андрусь рассказывал о том, что когда начиналась речь про уязвимые группы, мы попросили коллег описать эти уязвимые группы, и их написали 11. Есть ли среди вас представители уязвимых групп? Не нужно называть саму группу, просто скажите. Вот, я думаю, их больше. На самом деле уязвимых, почти каждый из нас является уязвимой группой, представителем уязвимой группы, а некоторые могут являться представителями сразу нескольких уязвимых групп. Вот я сейчас, наплевав на этику, несмотря на то, что большинство здесь говорит по-белорусски, я выступаю по-русски. Один из нас будет уязвимой группой. Вы приезжаете, белорусскоязычный человек, в место, ну, скажем, какой у нас самый такой русский город? Климовича копнулась. Климовичи, ну вот, приезжаете в Климовичи и начинаете говорить по-белорусски. На вас будут смотреть косо. Вас будут осуждать. Все, вы уязвимая группа. Я самая агрессивная это минус. Никто николи мне так не Я вам хочу сказать, что нам надо все-таки, это я так, як реплику, все-таки докладняю, что такое уязвимая группа. Если вот по такому критерию, как вы сказали, что самый уязвимый здесь я, так это самое, на конт белорусской мовы. Потому что я работаю в университете, я читаю лекции на белорусском языке. И если по критерию, что меня не принимают, так это самое, то, так сказать, да. Но я себя уязвимой группой не считаю. Понимаете? Я не считаю. Потому что я не уязвлен. Вот, я не уязвлен. Да, я понимаю, что есть ненормальная ситуация с белорусским языком. Я просто знаю, как эта ситуация была создана. Так это самое. Вот когда у меня мама училась в техникуме, тут финансовом, в Гомеле, так? Вот, она была с города Речица. Вот, ну, она такая, из простой семьи была. И вот она мне рассказывала, что вот сами преподаватели в техникуме, они, гнобили, издевались с тех, кто говорит по-белорусски, потому что она говорит, я окончила русскую школу, я умела говорить по-русски. А девочки, которые приехали из вёсок, там, еще что-то, они не умели по-русски говорить. И сами преподаватели с них смеялись. Да. Матери то же самое Да. было, Вот но... Сябры, мы не про это зараз. Нет, Мы вот про это уязвимое. Ты тут не давлей. Нет, но я А буду я не криху уязвимая. Да, потому что Потому что его право не порушается. Сябры, давайте не доходить от темы. Вот, я неуязвимый. И вот тут подняли руки, значит, там ситуация вось якая. Например, я по веровызнанию католик, так? Я тоже неуязвимая группа, разумеете? Например, я правооборонца, я тоже неуязвимая группа, разумеете? Вось. А я, як білоруськомовна, відчуваю себе уязвимою групою. І я дискримінована група. А у меня І я та група, яка стикається з ксенофобією, з агресією. І я лічу себе, як білоруськомовна, справа в тим, що я ви конкретно уразлива можете не група. відчувати на себе тиску. Як ви, ось як чоловік, вам дають читати лекції по-білоруську, вести там некую документацію, заліковки оформляти, все таке. Але як група, розумієте, у громадстві ось вона відчуває, я відчуваю. Ви не відчуваєте, вам шансує. Але я, коли, наприклад, приходжу у своєї речиці, откуда ваша мати, я відчуваю, що я в лажню приходжу, де звичайна наша речицька громада збирається, звичайні мужики, і вони починають на тебе вже глядіти, що некий ти ЦБНФовець, ти і все таке. А коли я говорю на вот некие
звичайне в обміркуванні удзельнічаю, одразу такой стереотип на мяне такое ярмо, што гэты чалавек, і гэта БНФ, позиція свайго слухання. І гэта далей. А у Разумееце? Гомелі поважно. Але, на увазі інше. пачакайце, але ў чым уразлівасць? Уразлівасць у тым, што калі гэта будзе павялічвацца, калі гэта не трансляваць, што гэта нармальна ў Беларусі па-беларуску гаварыць, што ніякія гэта не БНФ-аўцы там далей не развиваць гэтыя стэрэатыпы, яны будуць паглыбляцца, і рано ці позна нам скажуць, давайте мы этих на ножы, тому што яны тут нам муцяць воду, хочуць як у краіне. І гэтак далей, разумееце? Вось у гэтым тады мы ўсе чуем, што мы уразлівая група. Ну, яны развивают по закону, а мы, многие люди, закон белорусский не предуглежує їхню дискримінацію. Він Ну. мав на увазі інше питання. Він ж зняв питання критерій. І він сказав, а критерії? Мы уже обмерковывали критерии. Это дискриминация, это стигматизация. Слушайте, мы это уже обмерковали, просто вас не было, вы спозднились. Ні, так я веду гэты критерії. Ось коли писали, я это все ведаю. Разумеется, не у нас, якби хто хоче розмовляти по-белорусски, він розмовляє. Это не тема нашей дискуссии. Да, давай. Замечательно. Даже если кто-то конкретно не ощущает на себе давление или нарушение его прав, или не хочет видеть нарушение его прав, это не значит о том, что он неуязвимая группа. Я православный, я не католик, но я чувствую себя по вероисповеданию уязвленной группой по одной простой причине. Глава государства, выступая по телевизору, говорит, мы живем в православной стране. Мы не живем в православной стране, мы живем в светском государстве. Но уйдем от темы религии, вернемся к нашим стереотипам о ЛГБТ. Почему ЛГБТ выбрано для темы дискуссии и вообще встречи? Потому что это, как говорил Андрусь, такая лакмусовая бумажка в нашем белорусском обществе. Это самая обсуждаемая тема, это самая хайповая тема, которую начали в свое время поднимать не для того, чтобы обсудить эту тему, а для того, чтобы просто, есть такое некрасивое выражение, подкинуть на вентилятор. Стереотипов о ЛГБТ, к сожалению, уйма, и с каждым днем их появляется все больше и больше. Назовите кто-нибудь известные вам стереотипы о ЛГБТ. Лариса. Давайте я назову. Давайте. Педофилы. Все ЛГБТ это педофилы. Ну, как правило. Еще. Эти расповсюдживальники СНИДу. Замечательно. Еще хочу. Продолжайте. А представники творчих профессий? Ну, развратники, разврат, это самое вот. Ну, то, что агенты Запада, это не у нас, это в России. Против великой русской культуры. Ну да, разговаривали бы мы лет 50 назад, то было бы у нас, да? Агенты иностранного влияния. Я ще один Вони стереотип, люди що гэта люди, які самі обрали свою гендерную, не гендерную, а сексуальную ориентацию. Хворі Такі- люди, це добре. Что они такими стали? И все это, к счастью, это все стереотипы. Но, к сожалению, эти все стереотипы очень глубоко сидят в нашем обществе. И если об этом не говорить, то мы будем и дальше верить, что это так и есть. Начнем по очереди разбирать все эти стереотипы. Что все геи – это педофилы. Что такое педофилы? Это растлители малолетних. Вот они. Вот они, эти страшные люди. Откуда растут ноги у этого стереотипа, я, наверное, сегодня не скажу. А я ведаю, у меня был гей, он рассказал, как его растлили. Вытолкнули. Они кемка, ведаете? И он ехал у тягнику, и его подошел проводник, я сказал, и он его растлил. Мгм. Ну, Показала порнографічне часопис. нет, такое, конечно, может быть. Изнасиловал его. Ну, мне он казав, що просто показав часопис. А мне рассказал, что Не, ну изнасиловал. гвалтовники во всех в турмах там гвалтовников хапає. Это стереотип той, что трапишь, так ты там станешь тебе... Безусловно, среди геев тоже есть и педофилы, и кто угодно. А среди натуралов педофилов Так само нет. хапає, я об этом кажу. Меня так само 3 раза насиловали. Но почему-то всегда говорят о... Ну, Под нашим Новобилецким мостом я шли там старики и Слухайте, по Новобельскому мосту. Слухайте, как живописно. Как живописно. но почему-то о Это том... прелесть. Но почему-то о том, что натуралы тоже есть педофилы, никто не говорит. И если поднять статистику, то как минимум это простая математика.
натуралов больше, чем представителей ЛГБТ, и там их будет больше педофилов. Но Пропорция. Послухай, Вінсук, ну насамрэч, от калі мы, наприклад, кажемо про стереотип всі роми Воры. воры, так, то так, в принципе, ось где-то соотносин, сколько там на 100 тысяч ромов, сколько там людей знаходится в местах позбавления воли. Там магчыма вылечить, так, и доказать, что это стереотип. Что насамрэч на 100 тысяч ромов будет столько же, сколько там на 100 тысяч белорусов. А як все-таки гэта вылечыць на прыкладзе ЛГБТ, ведь никакого уліку нема, колькі людей належыць до этой арыентацыі. То есть тут же полічыць, вот ты кажешь, это простая математика, але тут нема лічбы агульнай колькасці. Перепис. ну, и есть на самом деле... Как же это математика? Как же математично это Есть усредненные данные, я не помню, кто проводил исследования, 10%. 10% населения Земли являются представителями ЛГБТК+, и так далее. Живельного свету 10% серых живелов. Так само. Да, но... Гэта пропорция есть. Пусть тут пропорция, она видовочная. Я вам хочу Но- сказать, я это лишь бы ведаю. Но вот як человек знакомый з методикою наукового дослідження, так? Значить, у нас у Білорусі прикладно 9 мільйонів. Так? Значить, у нас повинно быть 900 тысяч ЛГБТ, так? Все может быть. Это неправда. А откуда вы? А кто такие ЛГБТК+, вот и так далее? Это не только лесби, геи, бисексуалы, транссексуалы, асексуалы, пансексуалы. Вы их всех посчитали? Казала, да, на митингу в Донецку казала 70 видов геев. А, ну да. Как мы их будем различать? Было такое. Вот что надо их различать. Ну- Что? Ну, а як это вылечить? Калі вось ужо біологи, яны вот кажуть, это уже пак. Доказано, что 10% живельного свету, тым лікую люди, яны мають іншую сексуальную ориентацию. Все родсланные, там, ну, Немыслимо. Ну, самый чому у нас не буде 10? Каля гэтага, это может быть 8%, может быть 14%. Ну чому? Каля Чому? гэта Это доказ. А больше А всего чему не так? среди рабочих. Ну, казалось, по Нет, профессии. так почекайте, откуда вы... Чему? Ну, Кому скажите, вы, что не может быть 900 тысяч Я вам белорусов? хочу сказать, что ось яно, как бы яно, вот такие стверджения, яны обвергаются опытными датинами, так это самое. Что это означает? Что, наприклад, значит, калі у мяне курс, так? Наприклад, я працюю, я кажу умовно, на 4 факультетах, так? І у мене курс, значить, 50 чоловік, так? 2 групи. Значить, там повинно бути на кожному факультеті, де я читаю, по 5 чоловік представників нетрадиційної орієнтації. Наприклад, коли на гэтым 3, то на наступному повинно бути там 7 альбо 8. Ну, да, все правильно. Значить, гэта не назирається. Знаете, Откуда вы ведаете? У них на лбу Ні, почекайте, бегущая строка должна Ви можете визначити чоловічу орієнтацію, так, по твару? Да, он был плащ. Нет, не в этом плане, не в этом А плане. яким чином ви визначаєте орієнтацію студента? По поводинах, по поводинах. Это невозможно. Это стереотип, что все без друга. Дорогой, Это ж так само стереотип, правда? Я вам Віктор, хочу наприклад, сказати. оту я так... Я За твой- всю свою працу, так, я довго, у мене було тільки 2 чоловіки. 2 чоловіки, так, тільки 2. Открытых. А нет, почекайте. Знаете, я вам объясню вот как. Значит, когда это не проявляется, значит, этого нету. Понимаете? Это не науковый подход. Камень Камень потрапляю, падаю в пустелі, але гэта не ствердження, коли гэта не проявилось, а он там падает. Тому, на мою думку, это так само не подход. То есть, Значит, по объясняю. стереотипах их не вылечишь, Объясняю. этих людей, их не треба вылечивать. Я не могу быть чемпионом Беларуси по баскетболу, если я не принял участие ни в каком матче. Так это самое. Если мы говорим, что скрытое и так далее, если скрытое,
значит этого нету. Оно должно проявляться. Если это не проявляется, понимаете? Вы говорите о внешних проявлениях. Скажіть, будь ласка, кого ви б віднесли по знешнім проявах? Не Да. по внешних проявах, А а по каким? по сексуальному поведению. Если он... Ну что такое сексуальное я поведение, тлумачу. уластивое Давайте гомосексуальным хай людям? Я тлумачу, что когда человек гомосексуалист, то он повинен, ну, у него должен быть друг, с которым он там целуется, обнимается. На и так лекциях. далее. Не на лекциях. А де ви назираєте таких ще Так ви студентів? ведаєте, що ваші студенти роблять не на лекції. У інтернаті. лекций. У інтернаті. Или вони повинні Ой, цілуватися на ой, ой. лекції? Я вам Такими тлумачу, на не лекции ну, целуются. меня не целуют. Так? Ніколи. А гетеросексуальні люди цілуються? Ну вот, Я значит, не значит, гетеросексуальных у вас тоже на парах нет. У вас все асексуалы сидят на парах. Поэтому такие дело в том, что дело в том, что по внешним каким-то признакам, критериям определить невозможно. И я здесь готов привести точно такой же аргумент. Я гей. Спасибо. Я старался. От ведаєте, що? Ні, А. важно. Ось у моєго батька який є, і ось сябро, яких я так само бачу, ось зовсім інші поводини. Ось у мене 47-го року народження, там була культура. Ось я б його зустріла на вулиці, я б не сказала, що він гей. І вони різні люди, як і всі люди, ось і все. І він може бути таким, він може бути брутальним, і він може бути піщотним. Вот. Як і люди, це люди, все. Как раз то, о чем я хотел сказать, о том, что к счастью, тема встречи стереотипы, а не моя личная жизнь, но все равно я в это чуть-чуть углублюсь. У меня был опыт отношений со скинхедом, который никак внешне не проявляет свою гомосексуальность, но в наших отношениях он был такая няшечка, такая заботливая лапочка, что вам просто не передать. А внешне это был из рук вон отвратительный человек, который, вот, если бы мы с ним знакомы не были, я уверен, что он бы меня пару раз ногами бы переехал на улице, просто потому что этого требовала его субкультура. Но это не говорит о том, что он не гей. Следующий наш... Да. Справедливості тіля, я вот, ну, это субъективно, натурально. Вот Лариса, многие- ти гей. Камин-аут. Но в некотором... Вот, да. Бачите. Слухайте, просто, ну вот по моим властным назираниям, все-таки есть великий отсоток людей такого жановского плана, не так. Более женственные. Брутальные, да, вот. Лариса, не зовсім. Це вельми помилково. Бачу, Не, окей. я, наприклад, бачу людей, які так виглядають, і на самій справі просто він такий, і все. Ну, але він не гей, але він так любить. Навіть людям надівати жіноче одіння і не бути геєм, не транссексуалом. Ось в чому справа. Навіть і таке буває. І тому я кажу, тут Женственность это тоже ни разу не показатель гомосексуальности по той простой причине, что, как они называются, стиляги такие, которые... Он будет одеваться с иголочки. Метросексуал. Он будет ухаживать за собой, но у него будет девушка. Да, у девушки будет косметики меньше, чем у него, но он натурал. То есть это тоже ни разу не показатель. Кто там говорил о том, что гомосексуальность это, как это, такая черта элиты? И Богема, я бы да, сказала, богема. вот она наша богема, сидящая в Белом доме, да, и агенты иностранного влияния. Опять же, это тоже один из стереотипов. Ориентация никак не зависит от рода занятий, от сферы деятельности, от расы или еще от чего-нибудь. Тут просто мы, скорее всего, этот стереотип произрастает из другого стереотипа о том, что гомосексуальное поведение – это выбор человека. Это не выбор. Я не могу сегодня решить, устал я любить парней, буду я любить девушек, с ними проще. Тот, кто со мной не согласен, ну давайте убедите себя сегодня полюбить парней. И тогда я готов подумать об Я этом. зустрічалася з одним геєм, решта, я з ним нормально спала, но потом он знову був геєм. Под мостом. Недоброхотно. Рабочий шел с працы, я ему что-то приглянулась, он вывел, с другой смены шел, вырашил меня. Негодяй. Негодяй. С другой смены. Так что, вы спали? Да нет, он
Нет, почекайте. Потянул меня Не, не про то, что под Восток. Про этого, да, мы спали нормально. Мне Не, реально ну, сподобалось. Я А лечу, вынику вы казали, что скончилось? потом я меня... А ты не знал, так Год поменял, от да? вас устрахались Тумблер, от когда меня сидит, спали. Это не то, переключаем. что это. А потом он уехал в Москву, стал наставником там английской мовы. Я уже не ведаю, кем он. Ну, значит, он был Сам- бисексуалом, самое что мы так головне, думаем? що ось тут висновок така, що гэта знешніх праяў немає. Є стереотип, який каже тим, що коли ти такі, значить ти такі. Це не так. Винцук, но все-таки тут, коли мы уже кажем, тут у нас пан профессор есть, так? Не дописал він свою докторскую диссертацию. Просто коли это все-таки повинно, твое стверджение повинно опираться на статистичные данные. Я мяркую, что в Беларуси таких доследований ніхто не проводить, так? Але максимум ти маєш інформацію, виніки досліджень, які робляться у там у більш просунутих країнах. Тобто на що опирається це ствердження? Тобто це, ну от скільки там по відсотках кого? Я думаю, что в Америке, там, где все мониторится и все доследуется, и ее статистика, что-нибудь можете окучить кем-клич, менавито по все-таки профессии? Мы о том, что это не, Або по социальных группах неких. что это не богемное. На чем грунтуется твое стверджение? Что тут нема корреляции. Бо насамрэч серед богемы, но насамрэч есть люди и немало. Но Может, их там это модно. рискну Рабочий предположить. человек, это совсем не модно. Они... У богеми гэта всего лишь імідж. Ось гэта хайп, я зрабіўся, я гей, на самой справе. Ось справа. А так 10% біологи ёсць і чалавек. Ты уже озвучивал это, не по третий раз, Конечно. что повторяешься. Ну как что ты Да. задаешь? Татьяна, что? Ну вот, так я хотела сказать, что вот у них кончается первая смена, они просто отходят в уголок. Там они это самое, зробили это тайком. Ну, То есть ты зараз про свою батьку розповідаєш? да, я розповідаю батьку, потому что я все ведаю, как это робится в рабочих. И пошли до своей семьи. И все протягивают там свое официальное життя. А потому что они не могли признаться. Вот так І я ніхто не родилась. встане здогадатися, чи він такий, чи він не такий. Не, моя мать здогадалась. Она пошла На яким потом- годі життя? Ой, не ведаю навод, може 5, може 10 год. Она сразу к доктору звернулася. Ей, правда, доктор сказал правду, что от этого ее не вылечится. Дело в том, что, скорее всего, нельзя говорить о том, что у богемы это речь идет о гомосексуальности. Если речь идет действительно о моде, то речь идет о гомосексуальном опыте, но он не гей. Ему было интересно, возможно, действительно там, ой, прикольно, весело, у меня столько знакомых, давай и я попробую. Но это не делает его геем. То, на чем опираюсь я, делая такие выводы, это на наличии профсоюзов, скажем, в той же Швеции. Есть профсоюз работников полиции ЛГБТ. Мы встречались как коллеги, а не как партнеры, с шефом полиции Стокгольма. И он член профсоюза ЛГБТ, работников полиции, и он жаловался нам, белорусам, говорит, вы не представляете, как тяжело в Швеции защищать права трансгендерных людей. Вот даже будучи членом профсоюза и так далее. Мы сидели так, слушали и думали, боже мой, человек, ты не представляешь, как с этим весело в Беларуси. Вот. В Европе у них хватает профсоюзов. Есть профсоюз работников ЛГБТ в полиции, профсоюз ЛГБТ работников медицины. Съездите на Прайд и посмотрите на те колонны, которые там идут. Там идут профсоюзами. Там идут профсоюзами, там идут колоннами. Там, и держат плакат, что мы колонна гей-медиков. Там, а мы колонна... Натурал медика. Ну, запросто. Там есть колонна шведской церкви. Там есть, это 3 года назад был я в Стокгольме на Прайде. Это специфика шведского прайда или так повсюду проходит прайды? Ты Так, ни разу не бачила? так везде проходят прайды, все выставляют свои колонны. И, ну, они зачем это выставляют? Чтобы показать в том числе, если вы там, например, медик и вы часть ЛГБТ-сообщества, чтобы вы видели, что вы не одна. Чтобы как-то... Вообще, зачем проводятся прайды? Не потому, что нам стало скучно и мы хотим пробежаться по городу с плакатом. Это все проводится для того, чтобы остальные, чтобы мы стали более видимыми.
чтобы народ не думал, что это единичные какие-то случаи и что этого у нас в стране нет. Да. Камин-аут, В некотором смысле да, то есть это такой массовый камин-аут. Но, поверьте, на прайды выходят, ну хорошо, если там 70% действительно вышло представителей ЛГБТ-сообщества, это хорошо. Остальные 30% это френдли. Шведская консервативная партия 3 года назад вышла на прайд. Я спрашиваю у вице-мэра города Вайпште, кажется, так он произносится, Оливер Роттенгрен, вот, это его так зовут. Спрашиваю, говорю, вы представитель консервативной партии, вы идете на прайд? Он говорит, да, потому что это не про секс, это не про как что-то другое, это про права человека. Да, я консерватор, но я не против прав человека. Так, мы разобрались с тем, что у богемы не всегда это гомосексуальность, это гомосексуальный опыт, а эти два понятия все-таки нужно отличать. Я ответил на вопрос про на что я опираюсь. Я розумію, На профсоюз. ти не гляди, по этому критерию, да? Тобто, ну ти не ведаєш статистики. Нет, в Беларуси, конечно, это никто не мониторит, потому что мы великая страна. У меня статистика, она будет такая же, как и в Беларуси. Хотя там меньше этого сельского населенства, но не ведаешь. Нет, Не ведаешь, да. статистических цифр у меня нет, выдумывать я их не буду. Я не знаю, по-моему, этот вопрос такой не звучал, но он был объявлен в афише. Что сделать, чтобы ваш ребенок не стал гомосексуальным? Есть идеи. Ничего не зробишь. Самая правильная идея решения, ничего с этим нельзя сделать по той простой причине, что это не выбор человека. Это природа. Мы снова-таки возвращаемся к тем 10%, которые среди всего живого на этой планете, всем известный, уже 10 раз избитый и заезженный факт – это пингвины, которые есть гомосексуальные пары среди пингвинов, которые высиживают яйца. И самое интересное и милое, что среди всех представителей живых существ встречается гомосексуальность, но только среди представителей одного вида есть гомофобия – это человек. Пингвины еще ни один не забили гомосексуальную пару лапами и не прогнали из стаи. Потому что у человека есть мораль. Хорошо, поговорим о морали. Гомосексуальность аморальна и неестественна. Это один из стереотипов. Тут я с вами готов сперечатися в этом сенсі. На мою думку, все ж таки толерантність, як і все, має межі. Вона не може бути безмежною. Безмежність, свободи не буває. Так і тут. Наприклад, моє ставлення, ви вже бачите, так, наприклад, я до этого толерантно отношусь, але, наприклад, такі речі, як прайд, які йдуть, гей-паради, які так виставляють, я натурал. На мою думку, це вже перегиб, це вже ті межі, які не треба переходити у громадстві, яке тільки позавчора чи вчора мало артикул кримінальний. Это уже все, это раздражняет, это первое. Это процесс. Это процесс. По-другое, это моя думка. Нет, потом Таня скажет. По-другое, моя думка, это все равно это можно так само казать и об добром отношениях до человека, которые питаются человечиной. Сказать, что я бы человека не забил, я просто отрыл, съел. Ну, я так умовно кажучи, є певні межі. І по-третє, є традиції в громадстві. Наприклад, наше громадство базується все ж таки на християнській культурі. А іна християнська культура ставиться до этого не вельми толерантно, так? Розумієте, так? Ось, тому тут так само треба це улічувати. І я, наприклад, з той категорії людей, яка виступає за той, ось, є у нас клуб геїв, є у них де вони зустрічаються, є у них там пляж. Нельзя їм це забороняти. Це повинно бути навіть, беріть, робіть, і їх треба обороняти у цьому. Але ось це хождение з флагами, ну, завтра скажем, я натурал, я люблю жуков, пойду буду з этим бігати. Ну, це лишнє. Андрея, можно мне так выразить? Зрозуміло, Таня була, почекай, Таня була, потім ти. Ну, да. Нет, я про что казала, Просто я хотела ему про что сказать. казала мораль, да, вот когда читаешь книгу про Гулливера, да, там написано, что я человек, он пишет, человек не моральным, что много ездил по разных краинах, и у каждого были свои плюсы и свои минусы, Я да. моральний чоловік. Ось така, у сенсі, вот эти ЛГБТ. лідери, да, і вони повинні вписатися в наше традиційне громадство, да.
то есть, каб яны не былі тым, што для нас што лічыць хворым, ненармальным. У іх они павінны знайсці сваю нішу. Пра іх не павінны думаць, што яны то есть, калі я ўвогуле не ведаю. Ось, калі, напрыклад, звычайны чалавек, ён можа заводзіць сям'ю, можа не заводзіць сям'ю. Ён можа кожны дзень мяняць, можа не мяняць. Ну, то есть, для меня, ну, то есть, и то, что христианство, это так само. У нас что есть? У нас... Андрей, я хочу просто отказать, ты кажешь, что вот они идут на парады, а мы не идем. Разумеешь, коли бы мне сегодня заборонили ожениваться, просто записаться в некой державной установе, что я с этой женщиной з'являюся юридично близкими свояками, я могу прийти у больницу, доведаться, як ее стан здоровья, мне обязаны сказать, бо я близкий свояк. Я могу передать ее у той же ИЧУ передачу. Ось сёння гэтыя людзі не могуць так рабіць, разумееш? Таму яны ідуць на гэты прайд і кажуць, дайце нам вось гэтыя правы. Прайд, яны прайд ідуць не таму, што паказаць, вось мы сексом таким чином займаемся. Там ніхто гэта не паказвае, разумееце? А я по-іншому. А яны ідуць паказаць, што... Наконт шлюба. Ёсць традыцыйны шлюб, які склаўся тысячагоддзямі. Не важна. Пачакай, гэта шлюб. Падыход партнёрствам зафіксаваць тое, што два чалавекі маюць асобыя адносіны магчыма, але гэта не трэба называць шлюбам. Напрыклад, утварэнне сям'і называецца, пасведчанне па стварэнні сям'і з усімі юрыдычнымі абаронамі ці іншыя. Нават я ж гэту праблему не вынікаў, але взяў, палез в Вікіпедію, пачаў гэта. Ёсць, здаецца, у меня была такая ідэя ўзнікла, мы з Ларысай размаўлялі. А я знайшоў в Вікіпедіі Чехія, Словенія, Унгоршчына. Я кажу. Ну не шлюбам гэта называць, тому што астатняе грамадства будзе ўспрымаць агрэсіўна інакш. Андрей, я вам кажу про тое, што калі б сёння гетэрасексуальным парам паставілі ў такія ўмовы, якіх знаходзяцца гомасексуальныя пары, я ўпэўнены, што парады былі б больш, напэўна, жорсткія і гэтак далей. Беларусі б не было. Ну, магчыма, да. Але глядзіце, калі пачалі ўрызаць правы на права на працу ператвараць у абавязак, працаваць на найму, да? Выйшлі людзі, разумееце? Выйшлі беларусы, выйшлі гамельцы, прычым больш за ўсіх. Вось. І невядома, што было б, калі б гэта. І вы гаворыце, што вот я не іду. Вы не ідзеце, таму што у вас усё добра. А ў іх не добра, ім варта за это змагацца, разумееце? У тых жа Швецыі там і іншых краінах, якія зараз, дзе яны маюць уже такія правы, яны спачатку хадзілі таксама вось з гэтымі патрабаваннямі правоў, просто заключыць нейкае партнёрства, каб іх прызналі блізкімі людзьмі, там, напрыклад, я не ведаю, што там яны яшчэ патрабавалі, але вось такія звычайныя чалавечыя правы. А зараз гэтыя дзеянні, просто яны былі ўсё больш і больш шматлюднымі рабіліся, і зараз яны іх не адмаўляюцца, але яны паказваюць, там таксама ёсць нейкая там процент гомафобіі, і людзям патрэбна паказаць, што мы вось такія, мы звычайныя, мы ваша там суседзі, аднакласнікі, калегі, гэтак далей. Вось. І што ён кажа, што гэтыя прафсаюзы медыкаў, напрыклад, ці нават паліцыянтаў. Медыкі, просто прафсаюз медыкаў, да і все. Не, прафсаюз медыкаў, это прафсаюз медыкаў, это прафсаюз ЛГБТ медыкаў, таму што яны абараняюць, каб не было дыскрымінацыі, каб у калектывах гэтых людзей не цкавалі, гэтак далей, разумееце, у іх іншая рэч. На мою думку, гэта просто гэтую праблему, яна просто сутыкае лбамі. На мою думку, я так думаю. Калі гэтую праблему просто не выпячваць, она есть, нават не праблема, не выпячваць, і па крышачку грамадству казаць, што ёсць іншыя людзі. Ёсць людзі такой арыентацыі, ёсць такой арыентацыі. Ну это и есть выпячивание, ну это и есть выпячивание. Гэта не выпячванне. А что это? Ларис, гэта не вот выпячванне. Это и есть выпячивание. Взяли гэта модная вельмі такая тэма, што ЛГБТ тэма зараз у свеце, яна самая модная, самая галоўная. Яна ёсць праблема. Але, напрыклад, калі я кіраўнік, там нейкае аддзяленне ці кіраўнік там нейкі на працы, а я кіраваў свой час, і калі б я ведаю, што у меня там ёсць чалавек іншай арыентацыі, да мне было все ровно, по барабану. Добра працуе, добра робіць і все. І ніякіх проблем ёсць вельмі шмат кейсаў у СМІ пачытаць, калі людзей просто не брали на працу, звальняли, што я тебе звальняю. Это просто культура, ось культуру трэба ўздымаць, культура павінна быць, людзі павінны ставіць. Слухай, пачакай, сёння па крышачку, колькі артыкул адмянілі ў 90 там якім другім годзе. Мы ўжо пражылі 30...
Ну не важно, мы уже пан под 40 годов прожили. Люди уже сыходзяць вось узросту бацькі Тацяны, да? 82 года. А ён нічога не дамогся, ён там жаніўся, некі два падвоенае жыццё вёў, там тыры-пыры, у куточку недзе там на заводзе не ведаю, пад мастом ці яшчэ дзесьці. І зараз ён памрэ, і так ён усё жыццё прыйшло. Ягонае жыццё пройдзе таксама, а мы будзем пакажачку чакаць, калі ж наше грамадства нарэшце саспее. Все, я Понятно, потому что меня это запросила. не, просто... Возвращаясь- дай эксперту сказать. Возвращаясь к первоисточнику нашего вопроса, да, мы уже забыли о морали. О том, что такое мораль. Но всё-таки тут- Мораль – это отрицание каких-то ценностей. Я не отрицаю семейных ценностей, я тоже люблю свою семью. Я тоже… фильм «Поп» смотрели, да? Я тоже за то, чтобы всем было хорошо. Это нельзя назвать аморальным. А к вашему вопросу о том, что не нужно это выпячивать, это не выпячивание. Это маленькие шажки, и никто не собирается завтра прямо разрешить уже прямо браки и усыновление детей. Нет. Но если мы сегодня не будем с вами вот на такой встрече об этом говорить, то нет смысла надеяться на то, что когда-то через 20 лет что-то изменится. Каждая такая встреча – это маленький шажок навстречу декриминализации и дестигматизации гомосексуальности. У нас есть криминализация ЛГБТ. А вы когда-нибудь пробовали прийти в милицию и сказать, что вас обозвали педерастом за то, что вы гей? Нет? Термин Если- пидорас – это той Понимаете, чоловік, тут який не надо- гвалтує неповнолітніх. Я вам Ось думаю, гэта- там ситуація Ні-ні-ні. ось Так, така, гэта так, що это Вікіпедія. коли, наприклад, ось Андрей. Андрій обозвав мене у присутності свідок підарасом, так, это самое, так? І у мене є свідки, і я напишу заяву, що вот так і так, ось таке відбулося, і свідки підпишуть, то позиція міліції, і вона не має ніякого значення, розумієте? Є суд, де, так сказати, ось зафіксований факт образи, и человек за образу несе отказ. И вероятность того, что его признают виновным в оскорблении вас, 50 на 50. По одной простой причине. 189 статья Уголовного кодекса Республики Беларусь. Оскорбление, нанесенное публично, не в аморальной форме, а в унизительной. Ну, это что? А слово «педераст» не является унизительным. Да, оно оскорбительное, но не унизительное. Почему? Сейчас я об этом расскажу чуть. Пидорас, педераст, педик. Дело в том, что у меня вон там в чемодане, где мой чемодан, лежит постановление о возбуждении уголовного дела. Как раз по этому слову. Не, может не доставать, это так чисто к слову. Вот так вот плавно мы ушли от стереотипов к моему второй части выступления. Это к ситуации с одним из самых ярких гомофобных явлений в нашей стране – «Вечерний Могилев». Кто читал газету «Вечерний Могилев» или их сайт, знает, что если что-то в стране случилось, виноваты пидорасы. Даже если парк вырубают в Могилеве, все равно виноваты геи. Я... Країни керують от ти, які ти казав. Ну да, есть такой, да простят меня журналисты за толерантность, есть такой анекдот, что если зимой отключили горячую воду, то это пидорасы. А если два парня целуются на улице, то это геи. «Вечерний Могилев» обрел свою известность, когда судья Могилевского суда Станислав Васильевич Левченко выдал медицинскую тайну подсудного своей матери, главному редактору газеты «Вечерний Могилев». Как ее зовут, боже мой? Неважно, гражданке Левченко. Станислав Левченко получил выговор с Верховного суда, но на этом не остановился ни он, ни его мать, главный редактор. Сразу после выговора на «Вечернем Могилеве» выходит материал с названием «Во что выливается нормальным людям неприязнь к извращенцам». Дело в том, что кто назван извращенцем? Извращенцем был назван трансгендерный человек, человек, сменивший свой пол. О, у меня одноклассник. И как бы с чего вообще весь сыр-бор? В суде судили человека за кражу, по-моему, чего-то на колхозном поле или с колхозного имущества. Процесс смены пола к суду не имел никакого отношения. Это просто был маленький нюанс, который выяснился в процессе
суда и как бы расследования досудебного. Но «Вечерний Могилев» с этого сделал здоровенный материал. Судья Левченко получил выговор, с этого был сделан еще один материал. И несколько лет подряд «Вечерний Могилев» продолжает писать о том, что вот эти извращенцы, вот нам пишут ветераны про этих извращенцев и так далее и тому подобное. Я справді извращенцы, а? И Из- что? Заправдная. Судья Левченко, судья еще? Слава богу и спасибо главе государства, он у нас же ж только может прекратить полномочия суда. Полгода назад, судьи, полгода назад ему не продлили контракт в связи с невостребованностью. Вот везде штат не укомплектован судьями, а вот в Ленинском суде, к счастью, укомплектован. То есть ты лічиш, що суддя хоче один? Нет, это благодаря, конечно, большому скоплению обстоятельств, в том числе тому, что гражданин Левченко, реагируя на мои заявления в РУВД, в прокуратуру, пару раз очень лестно отозвался о Министерстве информации, о Министерстве образования, о вообще нашей стране. Почекай, ти апелюєш, ти пишеш заяву. Тобто ти розповіді про своє змагання. Да, вот мы как раз к этому идем. Вообще, как бы, причем тут молодечно, откуда я к «Вечернему Могилеву» в Могилеве. Некоторые могилевчане мне просто постоянно пишут, что вот опять новый материал. Пожалуйста, вот на это отреагируйте. Я пишу, почему я? Они боятся. Потому что у газеты «Вечерний Могилев», пускай себе не длинные, но есть волосатые руки, которые иногда достают. В том числе был Станислав Васильевич Левченко, судьей, который судил всех подряд. Некоторые его постановления как судьи отменялись на завтра же другим судьей, приносились извинения пострадавшим. Но могилевчане этого боялись. Поэтому в спор с газетой вступил я. До молодечно далеко, не каждая рука достанет. Ни разу не пострадали. Морально пострадал, физически, слава богу, нет. Ти по кожному артикулу писав заяву в міліцію. Да, я нахожу, мне присылают материал, я его читаю, понимаю, что да, тут гомофобия на гомофобии, стереотип на стереотипе. Я обращаюсь с этим материалом в Министерство информации, в Ленинский РУВД города Могилева, потому что они находятся в Ленинском районе, редакция газеты. Просиш перевірити. Прошу проверить, да, ну, как бы, вот с моей точки зрения, я не юрист, тут не все в порядке. А вот с вашей все в порядке? Нет тут примет экстремизма, нагнетания, разжигания розни. За 2 года такой переписки наконец отреагировали правоохранительные органы. Министерство информации инициировало рассмотрение заседания экспертной комиссии при Министерстве информации по вопросу наличия и отсутствия в материалах экстремизма. Проверили, я им отправил 16 материалов. Искать их было очень просто, интернет великая штука. Задаешь поиск по определенному сайту, по определенным словам. Педерасты, извращенцы, пидоры, геи. Ой, там таких слов очень много. На вот указатели написали? Да, и тут я вам больше того скажу. Когда я начал как бы вот эту всю битву за толерантность с этой газетой, естественно, журналисты обратились за комментарием к редактору газеты «Вечерний Могилев», что она ответила. А я своячка судді. Она его мать. Она ответила: посмотрите кодекс о семье, у нас нигде не написано об этих извращенцах. Но не нравится им что-то, пусть едут в Германию, выходят замуж, женятся на таких же, как они сами, уродах. В переписку я с ними не вступаю, много чести для них, ответила редактор «Вечернего Могилева». То есть я пишу о том, что в ее словах есть оскорбление и неприязнь, а она отвечает еще, собственно, на целую папку завязочного материала. Ну, сам дурак завсюду. Так а що там за екземпляр, як клінічний упадок? Вот там очень интересная ситуация, потому что газета не государственная, но на нее постоянно ссылается сайт исполкома города Могилева. Ну, это о многом говорит. Сколько год этой женщине? Ну, если Станислав Васильевич, ее сын, старше меня лет на 7, Ну, то есть ему около 40, к 40, то ей к 60, да, ну, 60 плюс-минус. Это любая женщина на улице ее, напевно, такого возраста подтримала, потому что это все советские люди и также городские. Опять же, вона это, не любая женщина на вулиці. во-первых, да.
А во-вторых, опять же, это стереотип. По той простой причине, когда я сделал камин-аут, Я старый человек, 61 год. ну что вы, ну перестаньте, вы вполне импозантный мужчина. Разумеется, Вот. советский. Ну, я тоже родился в Советском Союзе. И интернет у меня появился только в 25. Почекай, а вот 2 года тебе что отказывали? Вот ты казав, 2 года, 2 года мы с ними переписывались, с правоохранительными органами. Это не в нашей компетенции. Это милиция отказывала. Милиция. Министерство информации дважды отказывалось реагировать, ссылаясь на то, что это не их компетенция. А чья это компетенция? Дело в том, что согласно... просто не наша. Не наша. Просто не Министерство наша. информации кажется, что это не наша компетенция. Мол, Министерство информации – это не карательный орган. Обращайтесь в суд. Но благодаря, опять же, интернет – великая штука. Открываем постановление Министерства информации о экспертной комиссии. Кто вправе инициировать рассмотрение? Государственный орган. Вы государственный орган. Будьте добры, инициируйте рассмотрение. Мои письма им не помогли, я обратился в Совет министров. Дело в том, что Министерство информации, министр информации подотчетен Совету министров и председателю Совета министров. Я написал в Совет министров, что у нас разногласия с вашим министерством по их полномочиям. Помогите. И мое обращение с соответствующей резолюцией вернулось в Министерство информации, и тогда они возбудили проверку. Год назад я получил постановление о том, что экспертная комиссия прозаседала, и в 2 из 16 отправленных в моих материалах нашли приметы экстремизма. Пошла эта машина работать, как положено ей опять. Ленинский РОВД города Могилева подал в суд. Суд начал рассмотрение. Этот суд затянулся на год. Была назначена дополнительная экспертиза. Первая экспертиза усмотрела экстремизм, но очень обтекаемо ответили, что да, эти слова могут носить негативную коннотацию в определенном контексте и так далее и тому подобное. Вторая экспертиза, которую затребовал Станислав Васильевич Левченко, не нашла примет экстремизма в этих текстах. Так Он разглядал эту экспертизу? Нет, он просто инициировал, требовал от суда еще одну экспертизу, чтобы другой эксперт дал заключение. Он был представителем газеты на этом судебном процессе. Нет, на текущий момент он не работает юристом. Да. Да, чтобы другой эксперт рассмотрел и дал другое заключение. А в материалах нет примет экстремизма. Ага, то есть то и другой эксперт правильно. Да. Так закончилось ничем вот это дело. Станислав Васильевич, кто по специальности, или я? Я, по образованию я бухгалтер. И высшее незаконченное теологическое. Ивано-Франковская духовная семинария высшей Ивано-Франковской теологической академии. Это что, Греко-католики. Да, я недовипускник семінарії. А просто я до мене викладав, коли я була студенткою, релігію. І тільки у його одного, я один раз в житті перездавала, це у його одного. Я там була про Маркса і Леніна, і я этот билет не вирушила, я прийшла його перездавати. Но не А у совсем. вас не перездавало ничего. Но с вечерним Могилевым мы не совсем закончили по той простой причине, что Ленинский РОВД фактически проиграл. Ленинский РОВД, как проигравшая сторона, теперь должен понести все судебные издержки, в том числе оплатить 2 экспертизы. Он что, отказчиком уже Ленинского РОВД стал? Нет, Ленинский РОВД в соответствии с требованием законодательства подал в суд, чтобы суд подтвердил экстремизм. Но суд не подтвердил экстремизм. Стало быть, Ленинский РОВД проиграл. Вот. То есть вот такой интересный пример, когда власть проиграла в суде со средством массовой информации. Не я подавал в суд Ленинский РОВД. Но... А ты сказал, фраза прозвучала, что Левченко давал характеристику решениям Министерства информации. Да, Его потом сняли, да? Что это было? Что это? Ну, это я считаю, что его из-за этого не продлили контракт. Он давал интервью газете «Вечерний Могилев», в которой работал на тот момент юрисконсультом, о том, что и это неправильно, и вообще в Министерстве информации, я сейчас постараюсь дословно процитировать,
У нас появился новый гей-активист. Это замминистра информации ПН Легкий. Это слова Станислава Левченко. Замминистра сказал, ну, мы разберемся потом, давайте сначала суд пройдет. Хорошо, что вы сняли. Вот. Как бы на этом бы и закончился баттл с Вечерним Могилевым в судах, если бы не сам Станислав Васильевич Левченко, который в экономическом суде города Минска, в котором он опротестовывал постановление экспертной комиссии, высказался в мой адрес, как заводатора всей этой канители, что все это началось из-за обращения активного педераста в Республике Беларусь Тишко. Я обратился в суде, на судебном заседании. Судья сделала предупреждение. Он сказал, что слово «пидорас» не является оскорбительным, так как это мужчина, практикующий педорастию, согласно словаря Ожегова и Даля. А согласно медицинского словаря 1968 года, изданного в Москве, педерастия – это извращение. Поэтому это не оскорбление, это констатация факта. А они как раз сейчас этими словниками користуются. Ну, к сожалению, словарь Ожегова и Даля – это очень весомый аргумент. Ну, как бы смешно это не было, но это документ, на который можно ссылаться в судах. Я обратился в милицию. Милиция передала Следственный комитет провел проверку, и мне выдали постановление о том, что да, действительно, в действиях Станислава Левченко усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 189 УК РБ «Оскорбление». Была проведена лингвистическая экспертиза Центром судебных экспертиз, в котором... Слово «педераст» образует. Вот тут мы как раз и подходим к тому интересному моменту, к нашему белорусскому законодательству. РОВД, отправляя запрос на экспертизу, составила вопрос для эксперта. Есть ли в тексте, во фразе «Тишко активный пидорас в Республике Беларусь» негативная оценка Тишко? Эксперт дала заключение, да, негативная оценка есть. И сослалась там на 7, по-моему, словарей разных. Но никто в этом заключении нет, и лингвист не может дать такого заключения, является ли это оскорблением. Это негативная оценка. Оскорбление или нет, это должен подтвердить суд. Суд будет руководствоваться чем? 189 статьей Уголовного кодекса. А в ней сказано, что оскорблением является... Ой, я рискую ошибиться в юридических формулировках. Я, к сожалению или к счастью, не юрист, но там тоже так очень хитро сформулировано это все. Да, где межа поміж негативной оценкой и... Негативная оценка это... Выраженная в нецензурной форме. А вот является ли слово «пидорас» нецензурным? Оно является ненормативным, но не нецензурным. Вот. И это, опять же, вот вы говорили, что и его получит он по 189 по требованию закона, если вы докажете, что это нецензурное слово. А как это доказать? Слушайте, при чем здесь? Это оскорбление. Это оскорбление, но оно, чтобы подпасть под действие 189 статьи, должно быть выражено в нецензурной форме. Это, к сожалению, 189 статья. Як повинна звучати ця фраза, коли вона звучала вразливо? И то не факт. Ну как? И то не факт. То есть вот, ну, здесь опять же вопрос к законодательству. Как это будет интерпретировать суд? Негативная оценка. Вонючий, И что мы узнаем с вами 27 числа? Потому что 27 числа у меня первое судебное заседание по моему иску к Станиславу Васильевичу Левченко. Где-нибудь в городе. Первомайский суд города Минска, милости просим, 11:00. То есть словник У вас там этих есть самых- свои камеры. Словник этих криминальных образ, и А, так далее. Ну, зарплата. Там будет Есть слова, есть словарь ненормативной лексики, есть словарь жаргонизмов русского языка, но в словарях есть обозначение, что это за слово. И оно должно быть помечено словом «нец», нецензурное, а оно помечено как неодобрительное. А неодобрительное – это не нецензурное. Это если я скажу, Лукашенко, ты! То есть здесь вы попадете, к сожалению, под другую статью. Это ерунда, Это это добрый, я негативная Наши знака. органы могут крутить этим всем лет.
У Я нас, разумею, я ты ж- же я- ведаешь кейс паука, я ж- когда там этот начальник ЖКХ послал, так Да. я его сказал на камеру, пошел на. И зараз ему суд признал, что это так само не просто Негативная форма. негативная оценка, он его не образил. Вот. ничего, это. А если нужно будет... А вы же ударил по голове, просто об стену сам ударил. Павук накіровав запрос у РАУС, коли я пошлю начальника Уважаемый Октябрьского РАУС на Х, то ці буде гэта лічыцца, типа кліча гэта нейкія правовыя наступствы. І ему отказали, что вы поспробуйте, а потом звернитесь. Ну, так ему и треба было написать, уважаемый, да раз, тра-та-та, в конце недавно повышения, пошел ты. И все. А Виктор, скажите, пожалуйста, а слово педик может быть оскорбление? а, Может это личностное образование? Согласно мнению одних экспертов, это слово может иметь негативную коннотацию в определенных контекстах. Ну, а менавіта мы коли про образу кажем, про то, что карается по закону, это образа или нет? Ну вот тут как раз таки опять случай. Вы вот так скажите, потом обратимся в суд. Все зависит от позиции суда. Если суд это сочтет. Ви от на гэты конт, ви з юристами раїлись, як побудувати, так сказать, вашу аргументацію? Безусловно, с юристами БАШ, со своим адвокатом, но мы все равно упираемся в то, что все зависит от позиции суда. То есть если суд сочтет контекст и эту фразу оскорблением, нецензурным выражением, тогда да. Если суд скажет, что, ну да, это оценка вас, негативная оценка, но это не нецензурное выражение, поэтому, мол, успокойтесь и все. А по административную некую справу за образу просто. А. Криминальный, административный поступок. Да, но дело в том, что все равно это все должен признать суд. Суд все равно карает. Это не административно, это все добро. Ты так сказал. Это все должен Но признать судью, суд. Уважаемый. Ну, русским словом. То тут ты попадешь под неуважение суда. Тут судья Ну я выражает скажу, сам. так я только негативный знак даю. Вы А раз вы оцениваете суд негативно, вы не поважаете суд. Это не Неповага протокол, суда, конечно. это уже артикул. Не, ну логично так. Ну, вот я скажу как филолог. Вот эти все слоники, они писали, что еще коли денежила, это, ну, Артикул. да, артикулка, за яких людей там ловили, сажали и все такое. Да? То есть, ну, треба как бы написано новое после того, как это все отменилось. Да? То есть он же не может денежить, что колисти когда-то исторично сейчас это было так, а теперь это же уже зовсім по-іншому. Артикул-то отменился, значит и логики повинны быть новые. Ситуация вельми простая, на мою думку, здесь. Просто коли законы все дозволяют робить. Коли був би справедливий суд, все було б зрозуміло. Это як той Болон професор казав. Ісус Христос був, і все, потому що він був. Так і тут. Коли суда нема, тоді у нас будуть і гэта негативно, можна різні формулировки писати. Нема суда, на жаль. На жаль, навіть і в гэтым сенсі нема суда. Но с чего как бы все началось? С чего начались публикации Вечернего Могилева? С их необразованности. С того, что их головы журналистов, редактора и юрисконсульта забиты стереотипами. Потому что все геи-разносчики ВИЧ, а на самом деле кто разносит ВИЧ? Вирус. Сейчас основной шлях передачи Ты кто им зараженный? контакты. И это может быть через кровь, через слюну, если с них попадет частичка крови, если там. Это может быть от матери к ребенку при родах, при переливании крови. И геи как бы тут ни при чем. Гетеросексуальные пары также прекрасно передают ВИЧ. Ну, это глупость. Так я все про уразливі групи. Ви нам скажете, які ви періодично уразливі групи. Их очень много. Ну, Я себя отношу ко многим группам. Организации. які Какие наши коллеги назвали 11 групп уязвимыми? ЛГБТ, люди с инвалидностью, Рома, этничные меньшинства. Дети. Нет, дети. Тут спорно. Ну, европейский суд прежде Ну, это так само. По возрасту. Бездомний, напевно. так само. Бездомные, это беженцы, это люди с определенными заболеваниями, ВИЧ-инфицированные. наркоманы, алкоголики нет? Я бы их тоже отнес к уязвимой группе по той простой причине, что это не их выбор.
Если мы расцениваем наркоманию и алкоголизм как болезнь, то о каком выборе мы можем говорить? Нет, так это же не генетичная хвороба, что Мой ты сосед прям такие народился писали, алкашом, да? То есть ты же стал... Секунду, чекай. Вибачайте, я тут Я тут так само абсолютно не згодна, потому що от менавіта хвороба, алкоголізм, наркоманія – це вибор. Хорошо. Это зранку стоїть під крамой, не робить молодий Ні, чоловік, так коли ви бухає. будете Потім гадить в моїм лифте і кажу, извините, уязвимая группа, а я не уязвимый какой-то, я хожу за тобой, мою, гроши тебе даю. Нифига, никто не- толерантность повинна иметь некий межи. Никто не говорит о том, что ему за это ничего не должно быть, за то, что он нагадил в вашем лифту. Но говорить о том, что все алкоголики гадят в вашем лифте, не есть правильно. Видите, я живу в малосемейной. Если мы говорим о том, что он находится в стадии уже алкоголизма как медицинского термина, заболевания, Нет, это до уже не стадии. его выбор. До стадии, да. Стадия не алкоголь. Блин. Но тогда он не алкоголик, это не алкоголизм. Я журналист-фрилансер. Мне балонка, ее называют, живе на другим поверсі. І вона на 3 года молодейшая за меня, она по колеру як асфальт. Я не ведаю, что у нее там за печень такая, так? Девчонка, что она ходит. Але гэта нейкае дикунство. И ей дала соцбезпеки, ось гэты отдел выканкама районного. Дал ей быть гэтым представником, як кажуть, у маці пенсію, вона за її получає. Опікуном маці стати, яка не п'є. Вона пропиває гэтую пенсію. Хлопцы, я разумею, это хвороба. Это хвороба, но это неуязвимая группа. И ушивали торпеды, там, ракеты и так далее. И она там некие, и шукает там лимоном, неким растварает. Это некое дикунство. А коли, например, я бы выпил, пришел, да мне пришел имен, меня заковали, отвезли куда-нибудь. Вот кто уязвимый? Тион, якого міліція сустракає, там машина стоїть, сустракає, то на роботу провожать збирають. Їм працовне місце є. Це я, якому не дають працювати. Хто з нас уязвимий? Вибачайте, коли ласка, я не згоден з цим. Ви в іншому сенсі уязвимі. Ну яким іншим сенсі? Його мене сірать, вибачайте, в під'їзді, ламає двері, я за їх роблю. Я не уязвимий. Так слухайте, то, що вам трапився такі сусіди, які вам... Да там не сусід, там половати. Типового сусід, 20 сусідів, 50. Это не значит, что все люди с залежностью алкоголичной обов'язково гадять у під'їзді. Як правило, гэта так. Могу сказать щиро на опыте. Человек, гэта так, это не стереотип. Это стереотип. Я не сусідую, який тут стоїть, ми з ним разом робимо нешта, так? Не бывший міліціонер, який тут побач со мною сусід живе. І він гэта не робить, тебе веду. Не той, хто на ринку гандлює, так само там у нас живуть. І він гэта не робить. А ось гэтий, де приходять такі ж самі сябри. И они пришли, бум, двери вышибли. А кто будет ее ремонтовать? Я. Неуязвимый. А я неуязвимый. К сожалению, это стереотип по той простой причине. Я журналист, только фрилансер. Но постоянное мое место работы – это торговая компания Минск Кристалл Трейд. Я тот человек, который непосредственно стоит за кассой в алкогольном магазине. И да, ко мне много приходят вот таких, как вы описали. Но есть некоторые, которые... Он приходит с утра, и ты видишь, что он уже как раз в стадии заболевания, алкоголизм. Но он... я его не могу обвинить в том, что он нагадил в вашем лифте. Это стереотип. И это не его уже выбор. У него это уже зависимость. С тем же успехом мы можем сказать, что у ВИЧ-инфицированных тоже был выбор. И ты мог не спать ни с кем. Почему? Мне могли проскопить. Все ровно. Не ходи к медику. Вот на мою думку, за все у нас кажут, есть толерантность, есть толерастие, так ее называют, так? Жаргонно, так? Есть толерантность, и она розная, она не повинна быть безмежной. Коли до меня приедет мусульманин, уважайте меня, и почне тут налаживать свои порядки некие, это не будет толерантности с твоей стороны, я буду назирать. Вот завтра я стану мусульманином так само. О каких порядках идет речь? О каких порядках идет речь? Ну, например, сало, скажут, в школе сало не давайте. Я сюда приехал, не давать. Это все равно, что все до хаты проведут человека, який будет устраивать в моей хате свои порядки. Такого не будет. Я буду супротив этого. Хорошо, а если не идти с крайности в крайность, а дать выбор, что давать в школе детям?
чтобы дети, для которых сало – это нечистый продукт по их религиозным убеждениям, не ели там сало, им его не давали, а другим давали. Я покажу словами мэра города Торонто, який сказала, у нас вельми приємна страна, і вона у нас була, усталювалася у християнських таких традиціях. Коли ніяким мусульманам не подобається, як у нас кормять у школі, у нас он сам сказав, є шиковані 62 мусульманські страни, коли ласка, їжджайте туди, там є вельми добре. І я з цим мэром погожуся. А я вам еще отвечу одну фразу на ваши христианские ценности, которые сложились в нашей с вами стране. Христианские ценности и тема нашей встречи. Мы можем отдельно провести встречу о том, что гомосексуальность осуждается лишь в Ветхом Завете, в Новом Завете об этом нет, ну, кроме послания Павла к римлянам. Но я хочу вам сказать о другом. Почему же церковь так яро против ЛГБТ? Потому что это рушит их церковные устои? Это тебе претензии. Это вопрос, пускай он останется без ответа. Приезжайте как-нибудь в Киево-Печерскую лавру. Но не заходите внутрь, не надо. Постойте на входе, там, где стоит милая женщина или бородатый мужчина, который выдает всем мужчинам, которые идут в шортах, эти брезентовые штаны, а девушкам, женщинам, которые идут в юбках, выдают брезентовые юбки, длинные такие, чтобы не соблазнить монахов или монахинь. Постойте несколько часов у входа и обратите внимание, сколько молодых ребят в шортах неприлично короткой формы даже для меня войдут, поздоровавшись с охранником, как со своим. И задайтесь вопросом. Куда пропал пресс-секретарь митрополита Павла, главы Белорусской православной церкви Московского патриархата, 20-летний священник со всевозможными церковными наградами, которые только могут быть. Я это все к чему? К тому, что у кого болит, то у того и чешется. Могу сказать так, знову-таки отказать. Я не являюсь неким оборонцем церкви ті православної, ті костьола, ті протестанти. Это не так. Але я можу сказати так, это люди. І знову, як от тут люди переносять чоловік, якого я поважаю як чоловіка за позицію і так далі. Это люди. І то люди. І людям свойственно то, що зробити. Я от зворовать, я от зґвалтовать, навіть святаров шмат. Есть такие на России святари, это просто мракобесы. Есть, конечно, але это не церква. Это те люди, які представляють эту церкву. Есть, так, конечно, такое есть, бывает. Есть традиції у громадстві, і вони склалися. Традиціоналізм, треба, я об этом кажу, звертати на це так само треба увагу. І вони є. Це так само проблема. Но коли ми будемо це все, да, такое буває. Я правильно тебя зрозумела, что церква так кепска ставится до ЛГБТ-супольності, тому що серед її представників багато представників этой самой Хапає. Колоссальное количество. Ну, я правильно Я это готов заявить как Ну, ты ведь сам сказал, представитель что в Священном Писании про это так само это осуждается. в Ветхом Завете и в послании. Но и Всё. Этого мало? Этого мало по той простой причине, но мы сейчас, конечно, уйдем в теологию, потому что Ветхий Завет был написан не для нас с вами. Христос, когда пришел, Он что сказал? «Новый Завет даю вам». Ветхий Завет был написан для человека, живущего в тот период времени. И здесь мы как раз подходим к вопросу про традиции. Что такое традиции? В ветхозаветные времена было мерзостью кушать моллюсков. Вы кушали когда-нибудь моллюсков? Я их задовольнением. Вот. Так вот, с точки зрения Ветхого Завета, вы мерзость, такая же, как гомосексуальность, как непослушные дети, как жена, изменившая мужу, и нас всех с вами нужно избить камнями до смерти. Давайте Я веду ты. Як можна сказати, що так само і коли люди канібали, так сказати, канібалізм, ну люди ж раді не ми пойдемо туди, куди я з вами категорично не згоден, що ви кажете, тому що я сам Біблію читав. Вот, мені цікавить ось що. Знаєте, от ми кажемо про дискримінацію разливих груп, так? Мені цікавить ось факти, або як ви думаєте, з боку держави, нашої держави,
ці йде дискримінація ось у бок ось, ну, сексуальних меншостей, з боку держави. Конкретной группы. Да. Однозначно. Да. І приведіть, от, як ви це глядите, приклад. От, Ну, мені лучше такой- быть диктатором, чем извращенцем. Заявление бывшего министра Шуневича о том, что они не пройдут, это не наше, это подделка, дырявые люди, это не дискриминация, это конкретное действие не просто людей при власти, это верхушка политическая, к мнению которой, хочешь не хочешь, но кто-то прислушивается. Ага, ага. Тобто приклади вот это виказування, так? Я сказал, В том числе. Это отсутствие, незавершенность вот этого суда с вечерним Могилевым за их гомофобные материалы. Таких примеров уйма. Какую еще вам уязвимую группу привести с примерами дискриминации? я бы ЛГБТ дополнил, только? Что дискриминация, на мой погляд, это ты назвал, я бы сказал, это ну, такие ставлення ворожие. Якби. А дискримінація це коли представник некої групи позбавляється таких же самих можливостей, які мають представники інших груп у такій ситуації. І ось дискримінаційним з'являються ось ті самі ну, шлюби, не шлюби, партнерство, можливість об'єднатися юридично, мати статус близьких свояків з человеком, якого ти там кохаєш, живеш і так. Ну, образно говоря, да, я еще когда... Адаптовать детей. В нашій адаптувати державній дітей, системі це це неможливо. Тут 100% дискримінація. Вот скажите, у вас есть квартира в этом городе? Большая? Маленькая. Маленькая, жаль. Но чисто теоретически ваша студентка может, скажем так, завязать с вами роман, выйти за вас замуж и потом эту квартиру отцапать. А я не могу этого сделать. А мне тоже хочется. Ну, простите за утрирование, но... То есть вот у нее возможность есть такая, а у меня такой возможности нет. Тут я показал. У нее есть возможность пройтись по городу с вами за руку. Возможно, вас, конечно, осудят, потому что ей будет 20, а вам нет. Но если я пройдусь с вами за руку по городу, то осудят нас с вами обоих несколько раз, хорошо, если не по голове сапогами. Это... Пойдемте, пройдемся. Нет, я с вами не пойду так, знаете, я одразу скажу. Но то, что вы будете идти по улице Советской, взявшись за руку, и до вас хтось, ну, присунется, то это навряд. Но как минимум, пидорасы, мы с вами услышим. Может быть. Якщо такое Обязательно може відбутися, Я услышим. тут згоден от навати його кулаків, хоч пусть. Я згоден з вами, цілком. Тут я так розумію, всі відмінув. Може бути таке, коли дебіл некий зустрінеться, це таке Так вот, питання я на хочу, культуру. вот, як правильно сказав Андрій, там вилучить просто, розумієте, треба бачити проблему, так, це саме. Тобто, об чим ми кажемо? Ці ми кажемо об негативному ставленні з боку громадства, так? І коли, наприклад, ну я кажу умовно, ось побили чоловіка, так, за те, що він гомосексуал, так? Гэта хулиганы. То есть он отказывает по криминальному кодексу. Разумеете, так сказать, ось. Это хулиганы. То есть там есть люди, у яких просто чешутся руки. У меня знайомого, ну не знайомого, сына моих знайомых, його побили на сельмаші за те, що він йшов, був акуратно оправнутий. Тобто, це, я думаю, тактику. Тобто, просто молодь, вона виходить, вони шукають, ну... Пригоди. Вони шукають пригод. І вони, ну, когось це треба побити. Ось, ну, давайте ось. А Сільмаш у нас такий страшний район, Я знаю. Ось У меня гетто там побити. бойфренд жил. Розумієте? Слухайте. Значить, тому тут... Этого человека побили, которого тут была Ні, да, фотка. я ведаю. Миновито, не Да, просто руки, кулаки чесались, а миновито За тому, то, что он что вышел люди- с гей-клуба. Віктор Так, каже, То есть що- это злочинство на гневе ненависти. Да, но это хулиганы. Хулиган, не просто хулиган. Это Это злочинство на идейные гневе хулиганы, ненависти. Она розумієте? повинна Я караться не больш ідейний, жорстко. я не Ідейний. Гэта Это гопники, Лукашевич розумієш? усюди казав, що Андрей. підоров мочить надо і Я буду не Гэта гопницкая... Хорошо, это Это что-то, что было культуралистика. в Минске, а мы с вами сейчас в Гомеле, да? Да. Все заметили, что... Я могу это озвучить, да? Про плакатик, который пропал с Фейсбука. Все заметили, что пропала афиша нашего сегодняшнего мероприятия, нашей встречи, да? И время немножко сместилось. Я ведаю. По одной простой причине. Я так Один само веду. условно хулиган, но не просто сказал, что в стране карантина вы тут какие-то мероприятия проводите. Он
выразил свое негодование по конкретной причине. Ему не просто не понравилась тема, и он сказал: ай, я не приду, и вам советую, не ходите. Он обещал привести сельмаш. Не, ну нехай вот это. Нет, это просто к вопросу о том, что простая хулиганка и хулиганские действия, совершенные на почве ненависти к чему-либо или к какой-либо группе, это разные вещи. То есть одно дело, если я просто брошу в кого-то книжку и скажу: пидорас ебучий. Знову ж Андрій мені чує, що є люди, які імкнуться до чого придратися. От вони придираються до гэтага, розумієте? Послухайте, але Євген Скочка, автор гэтага брутальнага каментара, ён не гапата, про якую вы кажаце, гэта сябра БХД, і гэта ягоная пазіцыя. Лариса, Не але- імкнецца, вы Лариса. секунду, я не скончила. Ён не імкнецца доколупацца до кого, у тым ліку до Цішко, разумеете? Это ягоная пазіцыя, у БХД такая пазіцыя, што гэта... А Лариса, дальше- ну не треба за все БХД казати, Євген так? Скочка це сябра Лариса, Сирійця. ну не треба за все БХД казати, як за всіх геїв не треба казати. Євген Скочка, невитриманий чоловік, Не і серйозно. все. Вот на мою думку, это так, конечно. Почекай, ну это не категория гопота, которую Не хочет категория. доколупаться, ну. А я ж тебе кажу, Это ідея чоловіка? это огульний стан культури, вже не нашого громадства. Огульний стан. Это то, що зосталось нам, нащадки зосталися часов ще советські, коли були кримінальні кодекси. Кольки там прийшло, коли це артикул отчинили, забрали, убрали, прибрали. Так? Да до холеры. Это ставление Да до холеры, побытовое, холеры выросло. потому что это побытовое ставление такое, от низкой культуры. Я думаю, що при советах от зараз Савкова питає, вони навіть не ведають, що за це судили. За что? За гомосексуалізм. А потому что гомосексуальности в Союзе не было. В Союзе не было даже секса. Ведают, тому Всех що рожала я партия. свідки, коли зґвалтували хлопця з нашого двора. З зони прийшов, я був свідком, тоді Если виступав. ты гомосексуал, тебе Ну, посадят. там представляешь? зґвалтування просто, так? Але Андрей, разве было такое? акцент ще в тим, що Це- район ще й Кримінальний гомосексуальних артикул хлопців був зґвалтував. посередині? Конечно, было, и ставлено Сажали такое за было. перевысокое Войску Калиласка, прийдем, Значит, войску в человек тюрьму. не той ориентации, все, в милицию прийдем, в силовые А структуры. по-моему, всех судили, которые до брака занимались сексом. А? Я говорю, гомосексуальности в Союзе не было, там даже секса не было как такового, всех партия рожала. Я Поэтому- просто скажу, що Андрій каже, що впливає те, що був артикул. А от чоловік Совєтського Союзу живе, он навіть перший раз чує про це. Разумеешь? Вряд ли, Але потому йому что... прийшов педерас по большой Андрюш, телевізії, воно було зрозуміло. Андрюш, коли я зараз вийду на вулицю і запитаю людей, які народилися в Совєтському Союзі, то 90% не ведало про цей артикул. Це правда. Наявность артикула... Я думаю, что как- судили человека. А анекдотов сколько было, Ну, ну, ви кажется. кажете, Ну, що ви не кажете, наукові. Лариса, Ну. анекдотов столько было, вы на какой планете жили? Ну, в другим Советским Союзом было, у дворах ходили анекдоты. Про И кого? про, и про пидорасов. Про голубых, про Про голубых. Их было шмат. А? Песни были, Про выразили. Брежнева було И Но- оно стало образом советским часом. Но при этом прекрасно КГБ СССР подавал мальчиков иностранным послам. Зразумело, конечно. Поэтому- Зараз ось гэтай вечерней, этой, як і там? Могилев. Могилев, вельми магчыма, що там так само з'їти уші, тому що є сайти, на яких вони все це смакують. Ну, до речі, хай не посмакують свої єжові, які Да, так от вибачаються. я ще хочу одно питання задати. І там шмат ще інших було. Да, сейчас только маленькую ремарку на завершение и перейдем уже совсем к дискуссии. Мы начали с обсуждения стереотипов и закончили стереотипами. Мы только что наговорили друг другу таких стереотипов, о том, что все БХД такие же упрямые, как Паша Северинец, но Паша Северинец, конечно, упрямый. О том, что все церкви погрязли в гомосексуальности, это мой стереотип, это тоже стереотип. Среди всех людей... Я закончу стереотипным анекдотом нашу тему про стереотипы. Среди геев есть пидорасы, но не все пидорасы геи. Это так. А на экране у нас, собственно, человек, из-за которого у вечернего Могилева снесло крышу. Он кто? Я думаю, Он исполнитель, прекрасный исполнитель. Нет, ну это да. Но Он это его ориентация. Ну, это лучше, конечно, спрашивать у Как я правильно понимаю? Це моє... у родственников. По барабану. давайте на Нет. Там ситуація ось яка, що коли ми хочемо вирішити некую проблему, так?
то нам дакладна трэба сфармуляваць, што мы хочам. Так, это самае. Як я зразумеў, ваша канчатковая мэта, каб не было дыскрымінацыі прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў. Не толькі, любой уразлівай групы. Ну, у дадзеным выпадку, я займаюся рэлігійнымі арганізацыямі, у дадзеным выпадку мы кажам пра вас. Так? То есть мяне цікавіць, якімі метадамі вы хочаце гэта дабіцца. Таму што, на мой погляд, тыя метады, якія зараз ужываюцца, гэта метады канфрантацыі. Так? І гэта прывядзе яшчэ да большай абвастрэння сітуацыі. Разумееце, калі вы хочаце вырашыць нейкую праблему, то лепш улічваць агульнакультурную сітуацыю. І калі была сфармулявана пазіцыя так, што да, вось мы ёсць, вось мы такія, но мы ж нікога не кранаем. Вы будьце такімі, як вы, мы будзем такімі, як мы. Давайте, так сказать, вось. А калі это пачынаецца вось такое вот сутыкненне... А якое, чым выражаць? Нет, ён правильно кажа. Тихо, дайте. Такое ёсць. Гэта я адчуваю, гэта вельмі Андрей, тонка давайте адчуваю. мы, калі ён гаворыць, хай скажет. Значит, Чым сутыкненне? там ситуация вот какая. Значит, сам термин натуралы, так, ён мае дыскрымінацыйны характар. Разумееце? Не трэба ўжываць наогул тэрмін натуралы. Не трэба. Значит, я бачу літаратуру і шмат літаратуру. То есть літаратуру, дзе было вот тое, што я сказал, давайте, жыць мирно, мы вас не троем. Я не сустракаў. Я сустракаў такую, што вось вы там гомафобы і гэтак далей, і гэтак далей. І вось апошняя гэтая такая рэч, это вось, вы ведаеце, што было 52 тысячи подпісаў сабрана супраць прапаганды сярод непаўналетніх, так? Сярод непаўналетніх. Пропаганда чаго? ЛГБТ, там, вычварэнняў і так далей. І калі... А почекайте, можно Да. перебить? Не, Ну ладно, я зараз скажите. И, значит, это спрэчная, значит, вот гэта документ. Но то, что было написано в отказ, так, по-моему, и ваша организация подписалась там под гэтым И ваша. отказ. І ваше. И наша. Я, до речі, супраць гэтага протестовал. Значит, там написано неправда. Разумеете? Там неправда написано. Чым? Што менавіта неправда? Не даецца магчымасць, так сказать, праводзіць палітыку гендернай роўнасці, не даецца супраць палітыкі гендернай роўнасці, супраць сексуальнай адукацыі і так далей. Крыміналізацыя ЛГБТ. Разумееце, это неправда. Так сказать. То есть, зноў жа кажу, калі вы уступаеце ў спрэчку з чалавекам, то трэба высвятляць яго пазіцыю і тады абмяркоўваць, так сказать. Разумееце? Зноў жа кажу, я вяртаюся до свайго тезіса, што, на мой погляд, зноў жа кажу, я за талерантнасць, так, это там. Я супраць дыскрымінацыі, але тая тактыка, якая выкарыстоўваецца, яна можа прывесці толькі абвастрэнню сітуацыі, на мой погляд. Но в любом случае... А от перезвучало питання, що ви лічите пропагандою? Значит, Ні, ви сказали пропаганда ЛГБТ і інших вичваренств. Что вы маєте? Перше, пропаганда ЛГБТ. Что это такое? А я расскажу випадок со свайго жыцця. У нас тут Пропагандировали, да? Не-не-не. Нет, змагаўся паспяхова. Паспяхова. Паспяхова змагаўся. Знаете, я расскажу. Значит, это я коротко хожу, как это самое не было. Значит, я хожу в крам, коля меня есть крам, так это самое. И там на кассе продавались, это называется луприкаты. Вот. У продуктовой краме. Так? Я, значит, там начал протестовать, значит, это я загадчика кажу, что мы приберем. А чого ви протестували? Это продуктовая крама. Там не Значит, тільки лубрикати, там ще й одна прилада. Да, и супраць гэтай прилады я зараз буду протестовать. Знаете, это там, А на разумеете, дзірком я ще не могу цигарети. сказать, это находится у непосредной побач с гэтыми шоколадками, цукерками и так далее. Шоколадки, цукерки – это для детей. А презервативи так само ж продаються всюди. Ну, Да, не я знаю, про это и как кажу. А это не для детей. То есть я не супраць, как бы это продавалось, но продавалось
там, где Ну, гэта, на вашу думку, прапаганда наогул сексуального Нет, жыцця? я не верю, я просто Ён рассказываю. довго підходить від філософ, щоб Я просто рассказываю более свою слово историю. лепить. Короче говоря, я пришел, значит, там что-то, это давно было, больше, чем 10 годов тому. Значит, там гэта зараз нешта казал, значит, кажу, зараз напишу эту скаргу, вось заяву, и она каже, вы не пишите, я это самое, приберу это все, завтра это не буде, я кажу, добре. Яна, значит, на радостях, каже мне, ну вы разумеете, я приберу, а ось там в универмаге ходят, они там ящиками продают. И уже я туда это самое, значит, ну, Как мне хапило ящиков. да, висит, я, значит, там, что это такое, там и так далее, прибегла там молодая некая, и она так с цікавостью на меня каже, вот нам, ну, а почему вас это интересует? Я кажу, вот, да. А она каже, это нам начальство указало, чтобы это было. Я кажу, это, ну, книгу скаргал, там написал и так далее. Значит, а мне отказывают, что это вот, ну, отписка, что это продукт, там, это сертифицированный, такой-то номер, мы это продаем. Я, значит, это пишу разгорнутую скаргу ладвыконкам. Вот, что вот так и так. Я все-таки перепрошаюсь, ваша позиція мені не зрозуміла. Тобто ви супроть того, каб на выкладке гэта было побач з жуйками і это, Да, і да, да. ви тільки супроть лубрикатів ці супроть презервативу? Супер презервативы так само. Ага, то есть, ну в принципе, Заботы. в продуктовій крамі гэта може продаватися, але викладка вам не подобається, чи Нет, що? мне, разумеете, там ситуация... Что мне ваша позиція от не зрозуміла. Моя позиция такая, что, например, там про сказку йде мама з дитенком, так? И дитё пытается, а там такие кольоровые это все выгляды. Ну там же не виява анального секса, там Не, что-то ж не как-то... выява. Ребенок спрашивает, что это такое, так сказать, вот. И так далее. Тебе рано же... Гель, да и все. Вот. Ну, и так далее. Не, ну тут рассказ нет, тут я... В чем здесь проблема? Ведь чем рано или проп- поздно ребенок у вас спросит, откуда берутся дети. И вам всё равно это Рассказываю, в придется чем объяснить. проблема. Годов 8 тому у нас было ну, там, в университете это день борьбы со СНИДом, так? И там, значит, на экономическом факультете они повесили такую табличку. Табличка состоит из 2 слупков, вот, и, ну, родков там несколько. И там пишется, значит, генитальный секс без презерватива опасный, с презервативом безопасный. Менее опасно. А, Вот так. Не генитальне, а вагінальне. Ну да, ну, я это не разбираюсь. Вот. Потом оральный секс без презерватива опасный, с презервативом безопасный. Менее опасно. Значит, она, ну и так далее. Вот, то есть усё зводится до використання. Вот. Коли використовуєте, значить це добре. Коли не використовуєте, значить це древно. Розумієте, у нас зараз іде таким чином дезорієнтація молоді. Не кажется, що треба все-таки себе по-чоловічі поводити, там які аморальні. Коли з презервативом, значить все добре. Любий від сексу вітається. Що? Коли з презервативом любий від сексу вітається. Так, все нормально. Тому, розумієте, у нас, знову ж кажу я, і, до речі, і я казав ДБХД, що треба тут використовувати такі моральні аргументи. Моральні. Більш того, аргументи, які колени БХД засновані на християнських коштовностях. На християнських коштовностях. Знову ж кажу, що ясно позначена там позиція, ну, наприклад, католицької церкви, відносно сексуальних меншостей. Ясно, що вони вельми так послідовно виступають супроть дискримінації. Супроть дискримінації. Але є таке поняття, як тоталітарна ідеологія. Есть тоталитарные идеологии, такие великие тоталитарные идеологии. Это коммунизм и Нацизм. нацизм. Но есть маленькие тоталитарные идеології, які не допускають інших поглядів. Інших поглядів. Розумієте? Знаєте, я знову ж кажу, що ось ці сексуальні меншості – це їх право. Ось то, чим вони займаються, це право. У чим тут специфіка цих меншостей? У порівнянні з тими, хто там ловить рибу, розводить этих кактусы и так далее. Потому что тут идет размова про интимную сферу, так? И, например, ось мы с Андреем у добрых взаимоотносинах, так? Это самое. Вот. Но,
Калі я пачну у яго пытацца, як ты там з гэтай жонкай сваёй, як у вас адбываецца, ён мне скажа, слухай, Ну делятся ты люди, ну делятся. альбо перапіў, альбо не дапіў. Ну, То конечно. есть ні адзін Гэта нармальны такая мужчына таямніца не была. будзе расказваць, што ў яго адбываецца. Ну, там, рассказывай. А вы ось тут з Ларисой, тут Жонка не еще будет, компания про это и говорит. расскажем по обязанности. Ну, По любовнице тем больше не будет, потому что Нет, тогда это- будет это, с головой разумеете, станы. это- Слушайте, это тема номер один, хвалятся кто с кем и кольки. Кто? Лариса, это может у тебя тема, у меня такой темы Я кажу, немає, що ніколи не у було. Мишинському осередку тема номер один, хто Ну з ким. чому? Ти знову І штампом кольки. користаєшся, а я мужчина, який це не хвалився ніколи. Неправда. А Это я год мужчина. назад довідалася, для чого треба лубриканти. Да. Це добре? хорошо. Так Слушайте, вот, я чому кажу, Ви ж дойдіть, скажіть мені, в чому пропаганда полягає. да, так вот Як вона працює? я к чому кажу, это інтимна сфера, яка Ну. это не делится, это не обмерковывается. Довольно там, тонкая это- сфера. Вот, я за Гомосексуали то, так щоб само не этих людей обмерковуються. покинули успокоєння. От як яны ёсць, нехай яны. Там, это саме. Безумоўна, ёсць асаблівыя патрабаванні, про які я так само кажу, што каб гэтыя законы, каб іх саюзы былі, ну, каб былі юрыдычныя вынікі іх. Таму што яны, напрыклад, разам набылі кватэру, і каб адзін памёр, другому застаецца кватэра. Каб, напрыклад, два старых, ну, меншасці адзін ухажвае за ім, значит, вот, а той памірае, а гэты як быццам ужо і не пры чым. То есть з гэтым я згоден, разумеется. То есть, Коляны створили сім'ю. но я за тое, каб, ну як бы вам сказаць, каб прызнавалі і іншы пункт погляду. Прызнавалі прадстаўнікі сацыяльных меншасцяў, што з пункту погляду хрысціянства гэта не У прыймаюць. нас светская держава. Но мы Да. не можем мерить христианство. Лариса, але вона у нас Мир на не Нет, культурі это ваша християнське в права. основному, а не Разумеете, поганське. это Но она ваша светская. То есть, Але на культурі, на признавать, фабурах что, знову разумеете, як бы вам сказать? Господар Виктор, вы же сами меня Я ж не озвучивали. захотел, Лариса, Вы же я мне сами отбирал. озвучивали личбу. Сколько у нас реальных верников? Ну давайте правде в глаза поглядим. Сколько людей, которые ходят в храм? Ні, Ну вы мне Ну, озвучивали это смешную личбу. Это Смешная личба. Так какие они христиане, если их просто Лариса, але крестили? культура християнська Так какая у нас сама культура быдла одно стала. Если я Культуру выйду сейчас нашел на мне. площадь с плакатом и с текстом, Яка Ну виходь, що убедитесь, хлопцы, это Ну круто. чекай, дай мені там Нет, так добиться. я, разумеете, да, Віктор, задавайте. скажіть, у чим полягає пропаганда ЛГБТ і інших полових збоченств? Ось той, що написано у звороті з 52 тисячами підписів. Що це, як воно виглядає? А вот Де воно в нашому громадстві є? Ось те, що він нам зараз по 2 години розповідав разом з Андрусем, це пропаганда ЛГБТ? Нет. А я что? А я вам отказ. Лубриканти на магазині, це пропаганда. Нет, это совсем лучше. Это я А просто що ви мені за про це детей полгодини змагаюсь. розповідали? Чим багато я Нет, вас так питав? я вам широ скажу. Я не ведаю, я з гэтым ніколі не сутыкаўся. Ну, дзякуй Адзінае, Богу. што Хто сутыкаўся? мне Я аднойчы просто сутыкаўся. студэнтка сказала, но это быў адзіночны выпадак, яна сказала, што вот зараз пишут, что это модно, что это хорошо и так далее. Она стала лесбиянкой. Нет, она просто студэнтка была. Но з другого боку, Ніхто не так само перевірив. значная частка студэнтаў, ну, варуша ставіцца да гэтага. Але больше студэнтаў, іх пазіцыя такая. Нас не кранаюць, І ми не і крадаємо. мы нікога не кранаем. Разумееце? Вось аб чым я. В сенсі не кранають, як їх не домагаються сексуально, чи що? Що Нет, вони мають вот на увазі они, не кранають? они живут Я где-то. впевнений, що Андрей, гетеро студенти, Сенсі- Дай ему Чекай. сказать. я впевнений, що коли ёсць ось гэты гомафобны чыннік у іхнім гэтым стаўленні, і калі раптам з'явіцца такі, як вы кажаце, стэрэатыпны прадстаўнік, там, женственны, у нейкіх такіх, Гнобить будут. яны його будуть цькаваць просто. А по п'яні і поб'ють? Ён не будзе нікого кранаць, ён будзе жыць, його будзе там недзе сябар, можа в іншым Я універсітэце, вам але хочу його будуть сказаць. цкаваць. Чаму я вось казаў пра ўразлівую групу, чаму я не лічу себе ўразлівай групай? Таму што, як бы вам сказаць, калі я хачу купіць кефір, так? Я сижу дома. Што мне трэба зрабіць? Ось зараз. Мне трэба апрануцца, так сказать, прайсціся да крамы, у мяне ў крама не так далёка, і купіць кефір, так? То есть, калі, разумееце, за правы трэба змагацца. Калі я пачынаў, ну там, за гэтыя правы вернікаў, сітуацыя была значна горшая. У дзяржаўных СМІ пісалі супраць вот гэтых пратэстанцкіх арганізацый. У дзяржаўных СМІ.
Разумеете, так сказать? Передача для Вот. верующих и І неверующих. былі крымінальныя справы. Крымінальныя справы. І гэта ўдалося пераламаць, так сказать. То есть, зноў жа кажу, зараз пытанне стаіць аб тым, як палепшыць сітуацыю. Як палепшыць? От аб гэтым толькі ідзе размова. Окей. Про адукацыйныя мерапрыемствы. Нет, нічога не будзе, я вас запэўнюю. Ну Не окей, будзе окей, нічога. ваш рецепт, коли ласка. Дайте ваши парады. И вы подписали эту петицию супраць пропаганды? Я не памятаю, я вам скажу шчыра. То есть я вы не ведаете, что такое пропаганда, и не ведаете, ці подписывали? Я, скажем, не памятаю. Ну вы же верник, вы же католический верник, активно ходите, и вы не ведаете, что там подписывает ваша церква. Слухайте, я, значит, зноў жа кажу, я сужу по заголовку, так? По заголовку так, что это была петиция супраць. Там, И вы не потекавились, что лишится пропагандой с глядящего католического Почекайте, костела. я скажу. Значит, супраць пропаганды сярод непаўналетніх, так? Для мяне гэта дастаткова. Разумееце? А вы, я все ж таки хочу домагчыся, вы ж калі вы читаете заголовок, там у ім некалькі словаў. Супраць прапаганды сярод непаўналетніх. 4 слова. Вы павінны разумець семантыку гэтых слоў. Супраць гэта зразумела. Супраць. Прапаганды. Вось мне непаўналетнія мы зразумелі таксама, гэта до 18 гадоў. Сярод гэта ну паміж імі. Прапаганды. Патлумачце, як вы разумелі ў загалоўку вось гэтае слово. Слухайте, зноў жа кажу, я на такія тонкасці не, значит... Ну, для вас же стало дастаткова. Ну як тонкасці, гэта асноўнае слово, гэта сказы. Гэта галоўны член Этой сказа. петиции, да. Но А, Калина заголовок. только что Сенсовое, говорит, что я самое уже- сенсовое слово этой Супраць петиции, да. Супраць пропаганды. Ладно, вы не прочитали текст, там он довольно великий. А заголовок же, вы же кажете, вы прочитали, клюнули, вам сподобалось. Чим вам Чакайте, сподобалось? я, зноў жа, не Це то, тільки що я тим, що сьогодні клюнув повнолітні. і сподобався. Зноў жа кажу, що я сужу по апошній ось полеміці, яка була у світ, так? Я супраць пропаганди, Что такое якой б пропаганда? яна не була, вычварэнню сярод непаўналетніх. Якой бы А что такое пропаганда вычварения? И что является вычварением? Не, чекайте, не дай, я все хочу на свое питание. Менавіта пропаганда ЛГБТ и вычварення. Что это такое? Вы ну, приклад який-нибудь, я не ведаю, что вы в это укладаете. Якая, ну, говорю, якой бы она ни была, якая она бывает? Ну, то есть прайды, да? Прайды лічаться пропагандой. Не подсказывай, дай мне добиться от человека, что он разумеет под это. Мне цікаво, я весь час пишу на Радіо Свобода, ну возьмите ви нарешті у Кондрусевича, як гэта, що таке, як яна працює. А вони задають, привезите приклад. Там не Кондрусевич, а этот «Открытое сердце», ты сказал. Губка Боб, квадратные штаны. И он сказал, у інтернеті хапає прикладу, шукайте там. Скажи, Так, Галиласка, вы... конкретно, Почекайте, вот, почекайте. Просто я не могу вам приклади привести, тому що, знову ж кажу, я з гэтым не сутыкаўся ніколі. Ну ладно, не ваши приклады, но вы же Например, цікавитеся, ви ж... Это же ваша церква 52 тысячи собрала. Я думаю, ви в інтернеті, і тим більше ви в ВХК знаходитеся так само, там доволі Це шмат Божий. всього обмірковується. І, Належить. ну які, ну, не ваши, я може теж не сутикався. От я реально не сутикався, я не ведаю, де тут шукати пропаганду. Ви не сутикалися, тут ніхто не може сказати, що сутикався. А 52 тысячи собрали. Ти сутикалася, Пропаганда Ні. чего? ЛГБТ і полових збочинств серед неповнолітніх. Ну, половые Ты гэты сутыкался? Во, Ёсть, все, я расскажу. Я сутыкался. Я сутыкался. Я хотел Знаете, приклад я привести. вам расскажу вот что. Только Я коротенько. сутыкался. Я высутыкался особисто. Знаете, у меня есть сын. Зараз ён уже таки здоровый и хирург-травматолог. Так, это самое. Вось. А калі ён быў маленькі, так, значит, ён вельмі любіў гульні граць. Так, ось, знаете, Які годи були? что? Які годи, коли ми? Ну, если зараз ему 24, А, собственно, значит, 20, это был 14. 2008, так? Нулевые 2008, годы. 2009. Значит, и вот он любил играть у гумни, так, это самое. Я брал диски на прокат во универмагу Гомель, так сказать, ну и он гулял, так, это самое. И однойче я взял диск. Я взял диск, но там написано, что, ну, 18+, так, это самое. Но я думал, там стрелялка некая, я думал, ну, может там, ну, складано, дети не справятся и так далее. Калі цікаво, Там поправляют.
Ён поставил, потом он прибегает до меня и говорит: папа, там такое, но я это не смотрел. И, значит, он забег на кухню, а я, ну, мне включил, а я поглядел. То есть там, сапраўды, там стралялки, але перед стралялками есть заставка. И там, ну, там что только нема. То есть не ЛГБТ, ну, с жанчынами там уже вытворяли, ну, что только можно. Вось, ну я кажу дзіцёнку, што ну, немагчыма так, гэта дрэнна, за дыск гэты, панёс, кажу, ну, аддавайце грошы і гэтак далей. Так от, я супраць вось такого. Я супраць такого. Ну, там 18 плюс написано. 18 плюс. Там написано Ну, я 18 зрозумів, плюс. ну, це ж І та він купив, продали йому з 70-го порушенням. правила гульні. 18 плюс. А я супроть того так само. Я з Можно тобою не для себе погоджуся. купил. Коли є криваві гульні, там для дорослих, Да. коли ласка, користайтеся. А на конкурсваренню пропаганда, я б не казав пропаганда, але є, ну, наприклад, кажуть, що зараз навіть такий як спорт, не дренно було б на площі в відкриту проводити половий акт. Ті, наприклад, я, ну, наприклад, Де гэта хто говорить? зараз в інтернеті поглядіть, є навіть як спорт це подається, частяком буває, так? Ресурси є, які це подають. Нет, так все ресурсы есть. По-другое, тут можно сказать то, что коли я нудист, так, и я хотел на свой пляж, хожу, нема проблемы. Твой пляж, ходи, и ты туди, коли прийдешь, не нудист, то ты себя сюрдимиш, альбо туди заходь и здымай, альбо не. И это, на мою думку, правильно. Но коли я нудист, такий великий, разопранулся и пойду по городу голый, это что? Это другая крайность. Это криминальный отказ. Это не что, какая? Административная отказность. Голым, хлопцы. Не, ну это образа. Да. Розумієте, гэта Тому я інше. ж кажу, взяв дві межі. Так Потому что толерантность, я чому она имеет так само намагався межи. від Віктора все ж таки некой дефініції, що таке пропаганда ЛГБТ і полного. Якую он не дал. І от так і Не не дав. дав, він розповів випадок, коли йому трапився диск, де ніякі Не вичварення, дав, напевно, не це що я не дав. знаю, що там було, але... Ну, Именно гетеросексуальное вычворение, правда? так. Махчима гэта лічиться тое, що... Полове вичварення, не И важно. теличится Андрей, это вычворение. вибачайте, Махчима это лічиться тое, що на увазі. Я не читав, Пастернак не читав, але я гэтого звання не читав. Махчима мається на увазі, я так розважаю, тое, що там хіпаради збираються проводити і так далі. Тое ж, об чим я в самому початку казав. Так ось. Махчима об гэтым ідзе Так гаворка. ось я і хочу сказати, ці з'являється гэта прапагандай ЛГБТ. Як увогуле магчыма запрапагандаваць ось ЛГБТ? ЛГБТ это лесбі, геі, А бісексуалі. ён, Зараз там трансгендери, квіри, там іще ён, 70 відів. я буду перекладчиком. Так ось, почекайте. Так Зараз ви перекладу. ж сказали, я вам відказую. Так то, наскільки я розумію, чоловік народився гетеросексуалом. Як, от ви, орієнтація, ну, такий камін-аут, ви гетеросексуал, напевно, так же ж? У вас, Конечно. ну, ось ми зараз тут 2 години розмовляємо про це ЛГБТ. Вам уже захотілося, Мужчину. приваблюють вас уже? Ніколи. Нема схильності. Нема. Тобок, я так само, розумієте, не можу змінити орієнтацію, слухаючи неякі, там, читаючи. Гэты всі цішкі і іншыя, яны выхоўваліся на Ромео і Джульетте, на Евгении Онегине і гэтак далей. Чаму яны раптам зрабіліся геямі? Хто ім в 90-е гады гэтую прапаганду ў голову ўклаў? Вот я адкажу тебе на питання, адказав спочатку, коли я розмовляв з представником, він зайшов кудись, коли я розмовляв, сказав, він, такими народжаються. Ну, Я це сказав одразу, такими Ну, народжаються, ну, які є, які в колыбельку, такі в могилку. Є така навіть примовка білоруська, Зрозуміло. так і а буде. як тоді дзейнічае я- гэтая прапаганда? Я б тим кажу, И на что здесь змагаться? я об іншому, я ж кажу, я ж перекладчик. Я ж кажу, я зараз виконую роль перекладчика. Перекладаю. Сказав Віктор тое, што праводзіць нейкае вось гэтае акультурванне, калі можна сказаць, трэба крышачку інакш. Вось аб чым ён кажа. І таму ён і праводзіў гэтыя прыклады. Канешне, які нарадзіўся, такі не будзе. Гэта 10% застануцца. так. Гэта зразумела. Але калі грамадства не ўспрымае тыя метады, калі ідзе гаворка аб гэтым, як гэта робіцца, вось гэта рэклама, якую назову, промоушн назовіце, так?
Калі грамадства не ўспрымаюць, спрымаюць агрэсіўна, Яка Віктор реклама? аб гэтым, я перакладаю Якая реклама? Віктор аб гэтым і кажа, што трэба нейкі іншы методыку ўжываць. Якую? Вось і все. Я пераклаў просто вас Ні, двоих, я я яму розумію. перакладчик. Може, я не так Тихо, там пераклав? у Віктора ще ніяка думка народилася. Да, так вот я вам хочу сказать, что, значит, уздзеянне можа арганізавацца, так? І ось калі нам кажуть, что, вот, ну, я Есть кажу, такая технология окна. что, значит, что вот называют натуралами и Гомофобами. что, ну, не, на Я уже гомофобов гомофобом всем. стал. А, Что просто гэта, натурально. ну, як бы, большасць і так далее. Зноў ж кажу, что эта позиция сформированная была. Это культурніцкая позиция. Покинь дверка весь. Да, это Это голова культурніцкая позиция. До речі, я вам узгадаю самый моцны тэкст, які пропаганда гомосексуалізму, який я почитав у Тут своєму уже никого житті. нема. Так от, Я як, не закриється. О, вышел, я понаходил. як не парадоксальна, гэта твор Платона, який називається Пір. Вось тое, што мы называем платанічнае каханне, на самой справе это, ну, не ўзвышанае каханне, это каханне да хлопчыкаў. І там ён это вельмі так паслядоўна праводзіць, чаму каханне да жанчыны это нізкі від кахання, а каханне да хлопчыкаў это высокі від кахання. То есть Платона под нож. Нет, Нет, я не Спалить про- его. Я не про гэта кажу. Ну, пропаганда Я гомосексуальна. ж не кажу, що треба палити. Ти ж одразу береш, пак передернула. Ну, чому Я передернула? кажу, Но католическая Что? церква выступает с заявой супроть пропаганды Я- ЛГБТ. я Секунду, вкинулся секунду. в Вы старожитную почекайте. Вы сказали, что я читал текст, старожитный текст, пропаганда ЛГБТ. Я правильно разумею? Значит, вы супроть этого текста. Этот текст треба изъять из библиотек, и бо это Вы мне пропаганда. приписываете то, что я не кажу. Спалити, Ну, я. розстріляти, Ну, що я скажуть. Ну так, дайте ему договорить. Ну и что такое Платон? Ну это коли, яким Давайте далі, переходимо. годі коли це Нема було? толеранції в тобі. Так вот, я кажу, что, скажем, уздзеянне на свядомасць, яно магчымае. Зноў жа кажу, спасылаючыся на тое, што мне сказала студэнтка, яна кажа, што зараз пішу, это модна, што гэта добра, гэта так. Разумееце? Таксама фарміруюцца нейкія установкі, но калі гэтыя установкі фарміруюцца адносна дарослых людзей, то это одна справа. Зноў жа кажу, што я лічу, што калі мы бярем непаўналетніх, тут не ідзе размова нават пра там, ну, нейкія сексуальныя меншасці. Гэтыя дзеці, яны ў прынцыпе павінны быць абароненыя ад парнаграфіі, там, яшчэ чагось, разумееце, так сказать? До якого взросту? Я уже не ведаю, до якога, так сказать, но у нас паўналетні лічыцца з якога? З 18. Бо до 18 в Гоголі сексу не З існує. 21 Ну, як можна Ну, оборонить неповногодову від порнографії? А у вашего... Не, почекайте, оборонить силами... Сын у меня есть, так Секунду. сказать. Оборонить силами государства. Яким чином оборонить неповногодового супроть порнографии силами государства? Не семьи, а государства. Яким чином? Механизм. Слухайте, я вам хочу сказать, По-перше, что повинно коли бути ми виховання берем- в школах половое, коли ми кажуть. берем Таке ту вже ж убрали. Америку, так, Але повинно то бути. їх вельми Вельми жорсткі тонке, критерії психологи при працювали. оценка фільмів, так, это самое. Что у іх, калі там ёсць камісія грамадская, і калі яны разглядаюць, і там, ну, нейкія сцэны, так, то гэта абмежаваны прасмотр, так, это самое. Калі абмежаваны прасмотр, то гэта, ну, мала паглядзіць. Таму это ідзе размова пра прыбытак. І таму яны імкнуцца, ну, убраць гэтыя сцэны, каб усё было, так сказать, добра. Ну, порнография же доступна в интернете. Ні, ну тут Ну, от є але за це і таке- судять. На мою думку, повинно бути виховання. Ми говоримо, що ви сказали, що все ж таки ніяке уздіяння є. Безумовно. Як, ну, то уздіяння, на що на то уздіяння? Ну, уздіяння на то, ну, до орієнтацію, потім ніколи не жениться і буде завжди там і таким чином займатися. І воно все одно, або йому гэта ўвогуле не спадабаецца, або ён нават не дойдзе до гэтага, може там думкі нейкія з'явяцца, потом не, чорны Ні, ну тут йдуть І- розважання, а може ён стане нават на калі ён інопланетянином. дзіцё яшчэ якби там гадоў 12-14, калі гэтае саспяванне полава адбываецца і гэтыя ўсе сны, і гэта экалагічна. Гэта магчыма, я згодны, але ж ён не значыць, што ён потым не створыць сям'ю, не народзіць дзяцей і ўсё такое іншае. Ён усё роўно застанецца пры сваёй арыентацыі, з якой ён нарадзіўся.
Ён не зменіцца і А може і ні. пад уплывам гэтых крутых размоваў. Та ёсць навуковыя дадзеныя. А може і ні. А у є наукові далі. Ну скажи. А у тебе є Тому що- наукові? а Ти як наукові росіянин дадзені- казав, у вас є докази? Ёсць Ісус навуковыя Христос дадзеныя. бив і все, Секунду, по кропка. черзі. По черзі. А- Почекайте. А я ж не скончыў, ты пачала запытвацца ў яго. А навуковая Вінават. дадзеная ў тым, што вось сядзіць Вінцук цяжко, я ўпэўнены, што ўсё ягонае дзяцінства, падлеткавы ўзрост прайшлі без платонаўскага тэксту і без усіх гэтых порнографічных і всякіх іншых. Ён чытаў нармальную літаратуру, якую нам у школе выкладалі, у яго была тата-мама, Труди Леніна читав? Ні, ну там І нашли. Ось. А раптам Не читав. высветлілася, калі ўжо там захацелася, што яму не таго захацелася, каго ён чытаў у Ромео і Джульетте, і в Евгении А у меня Онегине. есть хлопчик, И у мамы так. у меня Разумеете, годы хочется. Гэта не змяняецца. Калі б гэта змянялася, то іх бы просто не было, тому што все помянялся, потому что все готовятся Я к гэтаму в сексуальному нейкім здоров'ю. сэнсе, но я вам хочу... Я вам хочу нарэшце подвесці рысу, чаго я вам гэта все ад вас добіваўся. Таму што я лічу, што гэта прапаганда ні ЛГБТ, ні полавых збачэнстваў. Гэта прапаганда талерантнага стаўлення да ЛГБТ супольнасці. Не да збачэнстваў. Таму што збачэнства гэта вельмі такое хісткае разуменне. Да. Вы кажаце, вось там гэта прыніжэнне, а можа ёй гэта падабаецца. Калі двум дарослым людям гэта Просто это падабаецца, символ. гэта не збачэнства Мы ніякае. кажем про... Почекайте, дайте уже я договорю. Ви Давайте. довго там не про лубриканти. А, рассказывал. Ось, мені здається, ставлячи всю гэту дискусію на конт гэтай петиції, на конт усього іншого, що гэта пропаганда, тое, що ось робиться гэтымі людьми, тое, що робиться іншими проєктами в гэтай сфері. Ви кажете, вони гэта робять агресивно, некоторые робять агресивно, некоторые роблять іншими шляхами. Розних організацій, навіть у Білорусі зараз, напевно, ну, може і хопить пальцем, може і не хопить, не ведаю. Розные, есть еще особные активисты, есть там все. Гэта пропаганда немагчыма запрапагандаваць, змяніць арыентацыю чалавека. Магчыма змяніць стаўленне гэтых непаўналетніх да гэтага чалавека, гэтых усяго іншага грамадства да гэтага чалавека. Калі гэтым непаўналетнім казаць, што ў нас такога няма, альбо ўвогуле нічого не казаць, вось няма ні лубрыкантаў, ні гэтых геяў. Все мы, а потым 18 гадоў мы вываліць, што оказывается у нас тут госці, аказваецца, што так яны пачнуць у сваім падлеткавым узросце гэтых вось людзей, якія нечым адрозніваюцца. Не так зірнуў, не так руху нейкі зрабіў, ах ты такой гомік-педзік, і гэта будзе цкаванне. І вось чаму у той жа Швецыі і ў гэтых краінах, дзе ўжо крочыла гэта развіццё грамадства крыху далей, чым у нас у гэтым плане, гэта пачынаецца прыкладна з падлеткавага ўзросту, калі саспявання. Таму што яны хочуць, каб гэтыя людзі былі абаронены не толькі ЛГБТ, але і ўсе астатнія. Гэтыя ўцекачы, гэтыя там нацыянальныя меншасці, гэтак далей. Каб іх усіх успрымалі роўна. Кажу вам, что я выступаю за толерантное ставление. Не за толерантное ставление. Что кажется вы, что немагчыма ўздзейнічаць на психику, это неправда. Не на психіку, а на арыентацыю, змяніць арыентацыю. На психіку можна прымусіць рабіць што заўгодна. У турме прымушаюць, і яны потым сябе адчуваюць, што быццам бы, але выходзяць і робяцца зноў натуральнымі, ну, этими Як правило, их сапсаваная психика, они могут нават и гвалтаваць самі. Гэтыя люди. Да. Это уже и статистика. Это Да, статистика. але гэта тому, што там замкнутае пространство, Вау. тому што яны там грамадства як бы такое ім нікуди больше не Я падзецца. кажу вам, что установки, яны формируются довольно легко. Так сказать. Вось, Ну, але мы не про установки, а про ориентацию все ж таки. Да. Это все спречка биологии, Мы же биология. не про установки, а про ориентацию. То есть вы ці згодны вы з тым, Арыентацыя што гэта ўвогуле не ці працэс, разумееце? ці згодны вы з тым, што Гэта немагчыма не змяніць арыентацыю. Спосаб, у якую дзірку куды Што іншага гэта- піхаць, Што гэта набор хромосом, там... Лариса, магчыма змяніць. Могу я згоден з ім тым, што, напрыклад, вы- вельмі вялікі просто прыклад, і ще Кіплінг Калі вы напісаў, мне Мауглі. І што з ім? Ну, ён стаў волком. Калі вы Человек. Ну, это мультик, это казка. Это не Калі вы мне мультик. покажете, якая хромосома отказыває за орієнтацію, Хлопцы, может вы науковые там распавядзіце, это же обумовлено, ведь ориентация обумовлена набором каких-то хромосом. Коли одичали люди, все, ну, я Это ну, зараз собака, скачается, я пам'ятаю в Україні був випадок. У меня Все, был был просто собака. контрвопрос. Геев
Лесбиянок очень мало. Хорошо, мы с этим Да, условно смирились. Даже если вот брать этих 10 условных процентов против 90, это ничто. Но почему-то каждый день, ходя по улице на работу, в гости и видя мужчин и женщин, держащихся за руки или целующиеся парочки, мальчик-девочка, почему-то мне от этого не захотелось стать гетеросексуалом. Ну и не становись. Нет, Такие так, Киевы- На чем так, базируется а як ваша ви говорите, позиция, что можно- что ориентация это Скорректовать. выбор человека. Это не выбор человека. Это физиология. Физиология есть и выбор. Это биология, это химия, это не выбор человека. Тут там как-то звучал вопрос, во сколько начинает хотеться. У каждого хотеться начинает в разный период. Я И когда просто ты в одно прекрасное утро просыпаешься, и, пардон за подробности, когда смотришь порно, знаете анекдот, что такое старость? Это когда с женой посмотрел порно и пришел к выводу, что занавески на кухне ничего такие, а вот плитку в ванной на их месте я бы поменял. Так вот ты смотришь порно, я воспитывался в такой постсоветской семье, и я смотрю гетеронормативное порно, где мужчина и женщина, но ты понимаешь, что ты смотришь не туда. И где тут твой выбор? Не ты решил, нет, вот на те два шарика смотреть не буду, буду смотреть на его шарик. Где этот выбор?